Уважаемый Вадим Валерьевич, уважаемые участники, прежде всего хотел бы выразить признательность генеральному директору Российской государственной библиотеки за поддержку проведения сегодняшнего мероприятия и его прекрасную организацию. Для меня большая честь выступить в стенах этой прославленной библиотеки, собравшей многочисленных поклонников творчества Махтумкули. Махтумкули Фрагиб по праву вошел в пантеон мировых литературных гениев и выдающихся исторических личностей. Самобытность и универсализм, национальное и общечеловеческое. Сплав этих понятий составляет главную особенность поэтического творчества и философии Махтумкули. Именно в этом заключается его привлекательность для миллионов людей, почитателей его таланта во многих странах, независимо от национальности, религии, социального положения. О мировой значимости Махтумкули свидетельствует успешно проведенная 11 октября в Ашхабаде международной конференции «Взаимосвязь времен и цивилизаций. Основа современного мира и развития», участие в которой приняли руководители десятков государств и международных организаций, в том числе президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Конференция стала событием мирового масштаба, и, как справедливо отметил президент Туркменистана, наследие Махтумкули навсегда закрепилось в сокровищнице общечеловеческой цивилизации. Для Туркменистана, нашего народа, имя Махтумкули не просто священно. Оно вошло в ткань современной туркменской государственности, его внутренней политики, служит ориентиром во взаимоотношениях с другими государствами. Призыв к туркменскому народу быть сплоченным, преодолеть разобщенность составлял один из главных определяющих мотивов в деятельности и творчестве Махтумкули. Он обращался к современникам и потомкам, и этот призыв был услышан. Сегодня Туркменистан – государство, опирающееся на единство народа. Оно делает все для обеспечения мира и общественного согласия, достойного материального достатка для нашего населения, его духовного и физического здоровья. Это является ключевым условием и гарантией необратимости созидательного развития страны. Мир, социальную стабильность, межнациональное согласие и гармонию в Туркменистане мы ценим превыше всего. Храним и будем хранить, как зеницу ока. Великое наследие Махтумкули определило концептуальную основу туркменской внешней политики. Его голос в защиту мира, справедливости, гуманизма, дружбы, открытости и уважения ко всем народам. Все это вошло в генетический код туркмен, стало альфой и омегой их мироощущения как части человечества. Махтумкули внес бесценный вклад в процесс взаимопроникновения собственной культуры туркмен с культурой, жизненным укладом других народов и одновременно формирование туркменского национального характера, который при всей его самобытности всегда оставался общечеловечным. Ему не присущи этническая замкнутость и обособленность. Напротив, он открыт, восприимчив к окружающему миру, сочетая в себе демократизм и традиционность, уважение к другим и собственное достоинство. Поэтика Махтумкули – это гимн патриотизма. Он любил свой народ, свою землю, завещал беречь и ценить ее. Сегодня Туркменистан на деле воплощает его заветы. Это выражается в продуманной государственной политике в сфере демографии, комплексной поддержке материнства и детства, масштабном строительстве нового комфортабельного жилья и льготных условий для его приобретения, динамичном развитии здравоохранения, индустрии туризма и отдыха. Отдельно нужно выделить в этой связи проводимую в нашей стране молодежную политику. «Расти враги достойных сыновей, они дороже сабель и коней», писал Махтумкули. Всесторонняя поддержка молодежи в Туркменистане возведена в разряд приоритетных государственных задач. В стране делается все для раскрытия огромного потенциала молодежи, удовлетворения ее растущих образовательных, инновационных запросов. Создаются условия для реализации творческих замыслов и идей. Открываются новые высшие учебные заведения, оснащенные самым современным оборудованием. Сооружаются сотни объектов для полноценного досуга молодых людей, занятия физической культурой и спортом.
Неуклонно расширяется государственная поддержка молодежи в материальном и социальном плане. Ежегодно повышаются размеры стипендий и других выплат. Уважаемые участники, поэзия и философия Махтумкули, вся его подвижническая жизнь и деятельность – это бесценное достояние, которое он оставил и завещал нам, продолжателям и наследникам его идей и идеалов. Туркменистан, туркменский народ воспринимает заветы своего национального гения как ясный и истинный жизненный, государственный и политический ориентир, верность которому наш священный долг и обязанность. Поздравляю всех присутствующих с юбилеем Махтумкули. Желаю успехов в проведении сегодняшней конференции. Большое спасибо. Каждый из присутствующих здесь москвичей является читателем Ленинки. Мы низко кланяемся библиотеке, которая всегда была и остается для нас кладезем разума, как всемирной мудрости, так, конечно, и великой мудрости Востока. Слово предоставляется генеральному директору Российской государственной библиотеки, президенту Российской библиотечной ассоциации Вадиму Валерьевичу Дуде. Ваше превосходительство, господин посол, уважаемый Эсен Мухамедович, дорогие друзья, нам очень приятно видеть вас сегодня в Ленинке. Вы задали, господин посол, такую планку, что не хочется просто вот прочитать приветствие формальное. Была замечательная цитата про достойных сыновей. Я думаю, что у нас очень много общих ценностей. Год назад мы отмечали столетний юбилей великого поэта Расула Гамзатова. И вот у него есть, так, если я, конечно, вспомню точно эти несколько строчек, они очень похожи на то, что прочитали вы. «Веками учил ты и всех, и меня. Трудиться и жить не шумливо, но смело. Учил ты, что слово дороже коня. Джигит же коня не седлает без дела». И мне кажется, есть так много общего в наших культурах, нам понятны эти строки. И мы с вами уже начали обсуждать итоги, такие очень предварительные итоги саммита БРИКС, который прошел на прошлой неделе. Я думаю, что все сводится к одному очень простому посылу. Нужно беречь каждую культуру. Нужно уважительно относиться к нашей истории, к нашим традициям, к особенностям наших стран и жить вместе, не шумливо, но смело, как учат наши классики. Господин посол, я хочу выразить искреннюю признательность за то, что вы передали нам в дар фонд РГБ юбилейные издания Махтумкули Фраги. И конференции хочу пожелать, как обычно, вдохновения и новых идей, новых открытий, потому что, конечно, без Махтумкули очень сложно представить себе развитие и философии, и поэзии, и литературы Туркменистана. И это, конечно же, очень весомая часть мировой культуры. Спасибо большое, удачи и вдохновения. Конференция проводится в рамках Московского международного фестиваля «Звуки Дутара» имени Нуры Холмамедова. Слово предоставляется арт-директору фестиваля, композитору, члену Союза композиторов России и Евразии Мамеду Сулеймановичу Гусейнову. Здравствуйте, дорогие друзья. Большая благодарность всем, кто принимает сегодня участие. Большая благодарность Российской государственной библиотеке за такую возможность. Мы в этом году второй раз уже у вас. И это, я думаю, что у нас, знаете, задачи общие, потому что в прошлом году, когда мы проводили конференцию, и мы всегда задаем такие проблемы, решаем эти проблемы на конференциях, ищем пути решения. И мы задаем всегда такой вопрос, почему распалось вот такое единое культурное пространство, как его возобновить. И вот выяснилось, что и у Российской государственной библиотеки схожие проблемы. Вы не получаете какие-то издания современные из бывших республик Союза. И вот мы сегодня как-то, наверное, немного решили эту проблему. Вот Махтумкули появился у вас, да. Поэтому, и вообще, мы когда начинали свой фестиваль в 2015 году, мы говорили, что это фестиваль туркменской классической музыки.
А когда мы начали его проводить, то выяснилось, что не только туркменская классическая музыка забылась и вообще не звучит, а вообще народы России сегодня не звучат, композиторы. И вот мы так расширили концепцию, у нас превратился фестиваль искусств, где мы пропагандируем не только туркменское искусство, но вообще национальные культуры всех республик Советского Союза, ныне СНГ и России, народов России. Потому что я, когда учился еще в Российской академии музыки Гнесиных, уже тогда я заметил ту проблему, что перестали изучать эту музыку. Сегодня мы знаем все симфонии Малера, Рихарда Штрауса, симфоническую музыку, но не знаем совершенно народы России, народы соседних стран музыку. Поэтому наш фестиваль именно академической этномузыки, можно так сказать, и мы пропагандируем. И в этом году у нас представилась такая возможность в связи с юбилеем Махтумкули провести несколько конкурсов. И мы провели конкурс композиторов, конкурс живописи, конкурс чтецов. Вчера у нас как раз проходило очное прослушивание чтецов. Это очень интересно, когда российские дети, российские студенты читают стихи. Это потрясающе, потому что это объединяет, мне кажется. Через такое академическое искусство мы объединимся, потому что фольклор есть у каждой страны. И когда мы смотрим разный фольклор, то это интересно, но точек соприкосновения, я думаю, мы не видим в фольклоре другого народа. А когда мы через классическое искусство, мы видим живопись, мы видим классическую музыку, особенно исполнители это исполняют, это потрясающе. В этом и происходит взаимопроникновение культур, мне кажется. И я рад, что это мы проводим. И итог наших конкурсов стал этот сборник, куда вошли лучшие работы композиторов на стихи Махтумкули и живописных работ. У нас, кстати, в Центре восточной литературы пройдет 16 ноября по 16 декабря выставка художественная всех работ лауреатов. Поэтому я благодарен всем и ждем вас на новых наших фестивалях. И я бы хотел преподнести этот сборник Российской государственной библиотеки. Спасибо большое. Ваш фонд. Также я, пользуясь случаем, хотел бы наградить наших лауреатов. Это... Сейчас, минуточку. Да, это лауреаты наших конкурсов. Сегодня они здесь, композиторы. Коренков Никита Александрович, лауреат первой степени. Также Промышленников Михаил, лауреат второй степени. Также у нас, я считаю, такая такая у нас победа, можно сказать, творческая. Это когда, знаете, привлекаешь к работе, в творческой работе не только студентов. Сегодня мы наградили студентов, они написали потрясающее произведение. Но когда уже привлекаешь, можно сказать, признанных мастеров, классиков сегодняшней классической музыки. И это большая победа, что они могут откликнуться на это предложение, написать произведение. И такая победа сегодняшнего нашего фестиваля в этом году – это то, что Кирилл Евгеньевич Волков откликнулся, написал диптих на стихи Махтумкули. И это потрясающе. Вы сегодня его, кстати, услышите. Мы гордимся этим. Это победа для нас, да. Спасибо.
Конечно, будет вслед за выступлением Мамеда Сулеймановича нам услышать этот диптих народного артиста России, профессора Российской академии музыки имени Гнесиных, ученика великого Арама Хачатуряна, Кирилла Евгеньевича Волкова на стихи Махтумкули. Здесь использовано два стихотворения. Это «Не пойму» в переводе Юрия Гордиенко и «Лебеди» в переводе Арсения Тарковского. Двухчастный цикл, назовем его термином таким глазуновско-мисковским, «Песня и рапсодия». Вот эта модель двухчастного цикла, она сложилась именно при работе русских классиков с музыкой Востока. И вот это парадоксальное сочетание медленного и быстрого, и парадоксальное сочетание классической европейской формы и классической туркменской дестанной формы с кульминацией ширваном, с использованием таких ладов, как лад кырклар, и с использованием очень многих интересных этнических приемов. Исполнят этот цикл лауреаты фестиваля «Звуки Дотара» разных лет. Вокальные и сольные партии исполняют лауреаты фестиваля прошлого года Елена Дружинкина, она споет первый номер, и победитель прошлого фестиваля Мария Митюрева, сопрано. А партию фортепиано мы немножечко уже приоткроем завесу неизвестности и над исполнительским конкурсом. Победитель в номинации «Сольная фортепианная игра» этого года, а также лучший концертмейстер двух фестивалей этого и прошлого, выпускница Института имени Шнитке Мария Буянова. А девушки-певицы, они окончили ГИТИС в мастерской Юрия Константиновича Лаптева. Итак, Кирилл Волков, диптих на стихи Махтумкули, «Не пойму», «Лебеди». Части исполняются без перерыва. Что разлука, не пойму, не пойму. Служивший делу истины давно, что радость и что мука, не пойму, приходит смерть, и муж подобный льву, сраженный ею падает в траву, где смерть берет такую тетиву, и дерево для лука не пойму. Я жизнь свою растратил на торгах, не устоял я в битве на ногах. То море или лужа в берегах, знак севера или юга, не пойму. Пошел я к отчести с головой, прошел степями священной травой, но где граница до души живой? И где ее
Странники, взгляните на меня. Кто еще подобно мне томится? Мотыльки, любовники огня. Кто из нас к блаженству не стремится? Ветер, ветер, ты в чужих краях пел в ушах, вздымал сухие травы. Есть ли в мире справедливый шах? Где его счастливая держава? Муж святой, ты видел горный рай, ты земной благословляешь край. А на белом свете правит бай. Укажи, где нищим укрыться. Тут путь сделал я из тростника. Ростовщик услышал должника. Лебеди мои от ястребка. Разве может спрятаться синица? На земле моя Менгли жила. Обожгла мне сердце и ушла. У меня в груди стрела. Где она, какой звезды царица? Я тоскую по родным краям. Кто с любимой бродит по горам? Дай мне весть, по-прежнему ли там дождь идет? Дождь идет, седой туман клубится. За годами промелькнут года, новые возникнут города. Кто мне скажет, будет ли тогда по корану человек молиться? Мало говорил Махтум Кумир.
исполнительницам Елене Дружинкиной, Марии Митюревой, Марии Буяновой. Народный артист России, композитор Кирилл Волков. Сейчас прозвучит произведение на стихи Курбан-Назара Изизова. Этот поэт 20 века, но он в своих стихах практически во многих использовал цитаты Махтумкули. Это был любимый поэт. Ну, вообще, это, наверное, любимый поэт всех туркменских писателей. Но особенно вот Курбан-Назар Изизов, у него очень много цитат из Махтумкули в его собственных стихах. Поэтому мы сейчас исполним произведение, которое называется «Моя земля». Соответственно, это произведение Мамеда Сулеймановича Гусейнова. Исполняет солистка Московского театра Геликон оперы, лауреат международных конкурсов Дарья Гусейнова. Я ел твой хлеб, я брал твою соль, вершил твой путь, терпел твою боль. И спотыкался, и вновь вставал, но никогда я тебе не лгал. Первое слово мое тебе, первая нежность моя тебе. За белым садом у скал крутых лежат могилы моих родных.
благодарим его превосходительство господина посла и господина генерального директора библиотеки имени Ленина за то, что они были с нами. И я думаю, что теперь Мамед Семенович, минут 5 перерыв у нас. Давайте 10-минутный перерыв, и мы начнем конференцию. Большое вам спасибо. Коллеги, я буду говорить достаточно быстро, и у нас по 5 минут на уважаемого выступающего, мы уговариваемся. За 1 минуту буду предупреждать, как это делается в обычном курсовом хоре. Вот, и в начале заведующий отделом нотных изданий звукозаписей Ленинки, председатель секции музыкальных библиотек Библиотечной ассоциации, кандидат педагогических наук Алла Алексеевна Семенюк. Наша глубоко уважаемая тема «Мухтумкули в музыке» из фондов Российской государственной библиотеки. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, прежде всего хочу присоединиться ко всем тем теплым словам приветствия, которые уже прозвучали тут, и как бы выразить наше приветствие от имени Ленинки, от музыкального отдела. А наше приветствие будет заключаться в том, что мы хотим вам показать немножко маленькую выставку. Вот на 2 витринах, которые вот по правую сторону от вас, мы поставили все... Мы поставили все издания, сборники нотные и все пластинки, которые связаны с туркменской культурой, с туркменскими песнями, с композиторами Туркмении и так далее. И сразу хочу выразить огромную благодарность Мамеду, который периодически, постоянно нам что-то дарит, и мы с удовольствием его издания ставим в фонды и предлагаем нашим читателям, потому что надо сказать, что в библиотеку приходят студенты, ученые молодые из разных, так сказать, регионов, из разных наших городов. И, конечно, все интересуются современными направлениями наших бывших республик. Итак, в этом году, в дни 300-летия гениального туркменского поэта, мыслителя, писателя, весь туркменский народ, а также почитатели великого поэта, ученые, академики, исследовавшие на протяжении многих лет бессмертное творчество Мухтумкули в разных странах, отмечают юбилей гениального писателя, классика мировой литературы. Поэтическое творчество поэта интересно для музыки. Исследователи творчества его отмечают исключительно музыкальность стихотворений великого туркменского поэта, их внутреннюю мелодичность, целостность, стройную ритмичность и певучесть поэтических образов. И на самом деле композиторы Туркмении, обращавшиеся к творчеству великого поэта, отмечали и лирику пейзажную, и лирику любовную, и философскую лирику, и много других направлений, которые таят в себе стихи Мухтумкули. И уже несколько веков произведения поэта вдохновляет туркменских музыкантов. Это и бахши, то есть народных певцов, и современных композиторов, которые отдали дань восхищению великому поэту. Вот здесь вы видите на слайде знаменитые известные изображения поэта, которые встречаются в нотных изданиях также и на пластинках. Многочисленные сочинения музыкальные на стихи поэта представляют ярчайшую страницу в современном туркменском музыкальном искусстве, включающие самые разнообразные жанры и формы. Это и опера, это симфоническая поэма, это ода, кантата, хоровые, камерные, вокальные сочинения. Это песни и романсы, а также музыка кинофильмам и драматическим спектаклям. Достаточно назвать имена многих композиторов, которые обращались к лирической философии поэзии Мухтумкули, чтобы понять, насколько он был интересен и важен для туркменского народа и туркменской культуры. На этих кадрах вы можете видеть нотные сборники, грампластинки, поступившие в фонд Российской государственной библиотеки во второй половине XX века. Достаточно вот просто назову фамилии, потому что все ноты и пластинки выставлены на витринах нашей экспозиции, которые можно потом подойти, поближе посмотреть и рассмотреть. Ну, назову фамилии. Это Вели Мухатов, это Ашир Кулиев, это Нуры Халмамедов, это Реджеп Реджепов, Мирел Анамурадов, Алты Карлиев и многие другие. В камерной музыке туркменских композиторов
выделяются сочинения Амана Агаджикова, Чары Нурымова, Нуры Халмамедова, опять же, Батыра Салтанова. А такие имена, конечно, безусловно, знакомы и в туркменской музыкальной культуре, и в музыкальной культуре других стран, и в частности России. Это Авезов, Кулиев, Шапошников, Ахмедов, Мухатов, Алаяров, Курбаниязов, Туйлиев, Кутлиев, Анамурадов и другие композиторы. И особенно, опять же, я хочу выделить Мамеда Гусейнова с его камерной монооперой «Монологи Махтумкули Фраги», изданной в 2013 году. Поэтическое творчество поэта занимает большое место не только в туркменской музыкальной культуре. К нему обращаются музыканты и композиторы из разных стран. И вокальные циклы на стихи фраги создали, например, московский композитор Виктор Якимовский, белорусский автор Виктор Соловьев. Ну а сегодня мы с вами послушали еще одно новое произведение, и надеюсь, что оно когда-нибудь будет напечатано, издано. Уже напечатано. А, вот в этом подарке, понятно, спасибо, я вот не учла это, но тем приятнее, что мы прям вот как бы сразу же получаем после премьерного исполнения это сборник в стены Российской государственной библиотеки. Я желаю всем дальнейших новых идей, новых творческих встреч и так далее. И надеюсь, что мы не раз еще встретимся в этом малом зале для популяризации, а самое главное, для восприятия туркменской культуры. Спасибо большое. Алла Алексеевна, это, можно сказать, родной человек для каждого из московских музыкантов. И я знаю, что ни одно нотное издание, которое ложится в отдел нотный, не лежит там пустым грузом. И все выставки, и то, что предлагают библиотекари, музыка, которая попадает в Ленинку, она будет жить. Спасибо вам за ваш труд. Сколько прекрасного сделано и будет сделано еще благодаря вам. Мы переходим сейчас к нашим туркменским коллегам. И сейчас мы услышим онлайн включение из Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой, старший преподаватель и заведующий историей музыки этого чудесного вуза Бахаргуль Байрамовна Якубова расскажет нам о воплощении поэзии Махтумкули в творчестве туркменских бахши. Пожалуйста, Бахаргуль Байрамовна. Давайте тогда мы пока работаем над включением Ашхабада и слушаем следующий доклад очный. Сейчас выступит уважаемый доктор искусствоведения, научный сотрудник Государственной Третьяковской галереи Светлана Степановна Степанова с темой о национальном коде и неочевидных сближениях. Добрый день, дорогие слушатели. Спасибо за приглашение. Может быть, несколько странным покажется мой доклад, но поскольку я занимаюсь изобразительным искусством, иногда приходят мысли по поводу некоторых странных сближений. Вообще, один из краеугольных вопросов самобытности той или иной культуры о так называемом культурном коде нации, в том числе отраженном, запечатленном в формах искусства. Как получается, что из огромной массы достойных произведений высвечиваются единичные творения, содержащие в себе концентрированный образ национального, ставшие своего рода визуальными, музыкальными, литературными формулами той или иной идеи, сопряженной с представлениями о самобытности народа и его традиционных ценностей? Ответить на этот вопрос, наверное, непросто, но сегодняшний наш главный герой подтверждение тому, что появляются в пространстве жизни, в пространстве мира люди, которые способны этот национальный код выявить. Троица Андрея Рублева в русской культуре – символ России не менее знаковый, чем государственный герб и флаг. Грачи прилетели Алексея Саврасова – абсолютная формула русскости пейзажа среди всех прочих замечательных произведений этого жанра. Три богатыря Виктора Васнецова – символ русского богатырства, соединивший в себе и физическую мощь, и духовную силу. Ну а Кустодиевская красавица и героиня Пластовской весны – две ипостаси вечной русской женственности, полнокровной, жизнеутверждающей, вызывающей восхищение, любовь и преклонение. Вопрос о национальной культуре во все времена для мыслящих людей становился проблемой глубоко личной. Славянофил Хомяков считал, что искусство должно быть выражением общинного начала, то есть того, что формируется не сугубо индивидуумом, а исторически сложившейся культурной традицией сообщества, в котором он сформировался. Яркой же творческой личности уготована миссия явить миру квинтэссенцию сущностных свойств
национальной традиции. А традиция – это культуросберегающий стержень общественной жизни. Однако полагаем, что сохранение и возрождение традиции возможно не только, так сказать, в эстафетной преемственности стиля или метода, а прежде всего в преемственности этических и гуманных принципов творчества предшественников. В процессе становления русской художественной школы важной сферой кристаллизации идеи национальной самобытности явилась крестьянская тема, тесным образом связанная и с основами жизни, и с национальным менталитетом, и, конечно, с образом родных просторов. Поэтическая интерпретация русского пейзажа в эпоху романтизма строилась на одушевлении природы, наделении ее возвышенными ассоциациями и эпитетами. Это усиливало как бы градус эмоциональности при созерцании сельских видов. Такие выражения в литературном слоге, как высокие купола небес, бескрайность равнинных просторов, словно восполняли отсутствие яркой эффектности национального пейзажа, приучая слух и глаз современников, в том числе и образованных современников, видеть и чувствовать красоту привычных уголков и мест. Первыми попытками передать характерные особенности русской природы стали немногие пейзажные творения учеников Алексея Венсанова. А в литературных образах их современников Карамзина, Жуковского, Пушкина нашла отражение одна из главных особенностей российской усадебной культуры. Она воссоздавала единство русской жизни, единство, которое истончилось в самой реальности во времена крепостничества. Образ русской земли, родной природы, единой для всех, общей для всех, оказывался одним из сильнейших факторов поэтической гармонизации мира, пребывавшего в социальном неравенстве. И творчество любимейшего ученика Венсанова Григория Сороки, вот его пейзаж слева на экране, воплотило в жизни вот эту идею совершенства усадебной жизни. В чем? В пространственной протяженности русского пейзажа, в тишине и умиротворенности заповедных тенистых уголков. Продолжая вслед за своим учителем опыт освоения национальной темы, он и положил начало той глубоко личной и одухотворенной линии поэтического реализма, которая в дальнейшем найдет выражение в творчестве Саврасова и Васильева, Поленова и Левитана. Но осознание того, что автором этих поразительно гармоничных полотен был крепостной, освобождение которого так и не смог добиться Венсанов, привносит в их восприятие невыразимо щемящую ноту печали. В контексте исторического бытия крестьянского мира и традиции сбережения нравственно-духовной основы искусства хотелось бы, как ни покажется это странным, сопоставить работы Венсанова и Сороки с деревенским циклом Эдуарда Штернберга, ученика и последователя Малевича. Внешне несопоставимые по творческому методу, они внутренне близки по некоторым концептуальным позициям, а главное, причастны к той линии в искусстве, которая воплощает вневременные смыслы жизни, как и творчество героя сегодняшней нашей встречи. Наверное, минуточка еще. Один листочек. Позволите? Угу. Я рассчитывала на 7. У вас было прописано в регламенте. Если судьба талантливого венсановского ученика воплощает трагедию одаренной личности в крестьянском социуме, то в деревенском цикле художника-супрематиста трагедию крестьянского социума во времена умирания деревень. Если венсановские образы крестьян воплощают в себе круг человеческой жизни от малолетства до старости, то последователь Малевича удивительным образом показывает многомерность и философское воплощение темы жизни и смерти. Утрачивая конкретность и неповторимость живых прототипов, образы крестьян в стилистике супрематизма обретают универсальный и вневременной характер, как часть особого духовно-материального мира, как первооснова всего сущего. А включение редких, но точных предметных деталей, символизм столь значимого элемента, как крест, наполняет супрематическую материю едва уловимой одухотворенной вещественностью. Сорока, да, напоминая, конечно, об этимологии этого слова, крестьянин, христианин, и о крестьянских образах того же Венсанова. Сорока визави Штейнберг – это диалог противоположностей, выявляющий единство трагической бытийственности крестьянского мира. В содержательной предметности одного и метафорической беспредметности другого заключены невидимые душевные движения авторов.
Если у Сороки в материальном проступает в нематериальное, то наоборот, Штейнберг реализует в абстрагированных формах материальный мир. Объединяет столь разные творения и общность концепции, бесконечное в конечном и пространственно ограниченном. У Сороки через замедленность стоп-кадра, светотональную сближенность земли и неба, воды и неба, что и рождает вот это чувство безмерности пространства, благодатного покоя, недвижность вод и облаков, статичность группы крестьян, завораживающая геометрия и ритмика линий наделяют созданный образ природы отрешенностью от обыденности, несмотря на конкретность пейзажного мотива и включение в него жанровых сцен. Скупость изобразительных средств, лаконичность примет деревенского быта оборачивается в работах Штейнберга не скудостью художественного языка, а напротив, глубокой символичностью образного строя. Обезличивание реальности геометризмом форм преодолевается тонкостью прочувствованных ритмов линий и плоскостей. Так, личный опыт художника, который проводил время очень часто в Тарусе, и знал вот этих жителей умирающей деревни Погорелки, крестьяне Фиса Зайцева, Маша или Петр преобразуются в метафизическую реальность, заключенную между двумя сакральными вехами – рождением и смертью, и двумя сферами – землей и небом. Именно это и образует круговорот бытия природы и человека. И не случайно в названии одной из выставок Штейнберга рифмовались «Земля и небо», а в названии выставки, которую мы посвящали Венецианову и его ученикам, стояли слова «пространство, свет и тишина», как многомерные и сущностные категории, формирующие важные смысловые грани национального кода русского изобразительного искусства. Спасибо. Спасибо большое. Ну вот тут что еще интересное вот из того, что Светлана Степановна сказала, и в чем можно найти параллель с Махтумкули. Национальный код в какой-то момент взаимодействует с принятой той или иной национальностью мировой религии. Тут ислам, у нас христианство. Но в какой-то момент они входят в противоречие, и национальный код он начинает перерастать вот этот вот обобщенный религиозный код. Да, христианство, крест, иконопись, но главное оказывается природа. Также и римский Корсаков, он в итоге переходит к пантеизму, например. Уже христианская символика слабеет. И Махтумкули, да, очень много правильных исламских стихотворений, но в конце он разговаривает с птицами, потому что религия не может дать ответа на очень важный вопрос. А почему на свете все-таки правит бай? И поэтому вот у вас это очень тонко подмечено, и это роднит описанных вами художников с поэтом Махтумкули. Спасибо. Спасибо. Но гении в искусстве действительно они способны воспринимать реальность мира, но не зацикливаться на этом. И я бы сказала, что пантеизм не вымещает религию, он наполняется вот этим религиозным духом, но выражается уже не в символах и обрядовых каких-то моментах, а в чем-то более, может быть, широком и глубоком, понятном не только верующему, скажем, человеку, да, но и вообще человечеству, и человеку как личности на земле пребывающей. Спасибо большое. А сейчас, я так понимаю, мы Ашхабад можем включить, да, коллеги? Да. Итак, мы слушаем Бахаргуль Байрамовну Якубову, старшего преподавателя и заведующего кафедрой истории и музыки Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой. Тема Бахаргуль Байрамовны «Воплощение поэзии Махтумкули в творчестве туркменских бахши». И мы будем рассчитывать приблизительно на 5 минут. Мы слушаем вас и приветствуем, конечно, всех уважаемых коллег из Ашхабада. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие участники Международной научной и практической конференции. Хочу выразить благодарность оргкомитету за возможность принять участие в работе конференции. Творчество Махтумкули непосредственно связано с творчеством туркменской бахши. Определенная часть поэтического наследия Махтумкули дошла до наших дней, став поэтической основой песен бахши и передавалась из поколения в поколение. Еще при жизни Махтумкули главными популяризаторами его стихов становится бахши. Это подтверждается следующими строками поэта. Махтумкули, стихи твои звучат еще красивее при слиянии с музыкой. В репертуаре бахши, начиная с середины XVIII века, преобладали песни на стихи поэта. Об этом свидетельствуют стихи поэта, а также русские и европейские ученые, посещавшие Туркмению в XIX веке.
Вот что писал венгерский ученый Ванне. По вечерам, особенно в зимнее время, они любят слушать волшебные сказки и разные истории. Удовольствие возвышается на несколько градусов, и когда выступает вперед бакши и под аккомпанемент дутары поет песни Горовы, Аманмолу и национального поэта Мактункуле, которому они поклоняются как святому. Много ценных сведений о туркменских бакши и их репертуаре имеется в работе Успенского и Беляева «Туркменская музыка», где особенно выделено имя Мактункуле как самого популярного автора текстов песен. Из произведений Мактункуле видно, что он хорошо разбирался в тонкостях музыкального искусства, которое считал высшим наслаждением. За столом, где нет музыки, одних бесед будет и достаточно. Появление бакши в ауле Мактункуле считает предвестием радости благополучия. Если к народу идет благополучие, сначала придет Казань. Поэтической строкой Мактункуле народную любовь прекрасно гармонирует со звучанием дутара и каджака. Судя по местным преданиям, в прежние времена были бакши, которые использовали именно поэзию Мактункуле. Талантливый каджакист Апарбеки упоминал рядом этих бакши имена Гарадели Гёглана и его ученика Сапара Фюренки. По словам прославленной халифа мастера Палтагараева, Гамбар Бакши мог петь песни на стихи поэта на протяжении 2 суток и ни одну песню при этом не повторял дважды. Художественная ценность поэзии Мактункуле заключается в том числе и в особой музыкальности слога. Поэтому стихотворения поэта не только заняли прочное место в песенном репертуаре таких знаменитых туркменских народных музыкантов Бакши, как Карадали Гёглен, Кель Бакши, Гёрвочоли, Гамбар Бакши, Дёвлектурду Бакши, Хаарла Бакши, Новот Бакши, Дунян Новатов, Кут Якупов, Уразгель Ильясов, но и вошли в числе тех песен, которые с огромным удовольствием исполняют наши современные бакши. Некоторые песни на стихи Мактункуле имели особый статус. Исполнение песни, созданной на стихотворении Мактункуле «Будыртен» «Ты прекрасна», требует от каждого бакши высокого уровня исполнительского мастерства. Прославленный наставник Алла Бакши экзаменовал своих учеников, предлагая им спеть народную песню «Будыртен». Знаменитый Бакши Сахаджипаров вспоминал, что благословение своего учителя Алла Бакши получил исполнив именно эту песню. Туркменской бакши для песенного исполнения используют стихи Мактункуле различного содержания: дидактические, любовно-лирические, патриотические, стихи об устроенности мира, природы и так далее. Такие стихотворения поэта, как «Нынче», «Ты прекрасна», «У туркмен», «Разлучен», «Захочется остановиться», «Известно», «Эх, жизнь» и многие другие стали излюбленными песнями туркменского народа. Туркменская фольклорная поэзия основана на системе бармак, подавляющее большинство составляет 7, 8 и 11 сложные стихи. И поэзия Мактункуле, выросшая на почве народного песенного творчества, также ведущее место занимает эти размеры, особенно 8 и 11 сложные стихи. Туркменской бакши для песенного исполнения отбирали именно те стихи, которые по ритмическому строю соответствуют музыкально-ритмическому строению традиционных напевов бакши, таким как 11, 8 и 7-сложные гошкы. Главные особенности песен бакши часто использование разных методов красочной вокализации при соединении мелодического и поэтического фактора. Типы вокализации можно подразделить на баштанных: начальные, межслоговые, межстрочные, в конце слова заключительные. В наши дни, пожалуй, не найдется бакши, в репертуар которого не выходили бы песни на стихи Мактункуле. Исполнение современных бакши они звучат ежедневно по радио и телевидению, на концертной эстраде, в всенародных праздниках и семейных торжествах, на музыкальных фестивалях. А сейчас я хочу предоставить вашему вниманию отрывок из народной песни на слова Мактункуле «Бугун нынче» в исполнении студента Туркменской национальной консерватории, лауреат международного конкурса Мердана Байрамбекова. Эта запись у вас есть, я 2 дня назад отправила вам, если можно. Давайте послушаем. Есть, да, запись?
Уважаемые друзья, на этом я хотела бы завершить свое выступление и пожелать каждому из вас здоровья, больших успехов в работе и творчестве. Спасибо за внимание. Большое спасибо, уважаемая Бахаргуль Байрамовна, и спасибо за прекрасную запись Бахши. Хочется сказать, что в этом привлекательность Махтумкули и какая-то вот такой вот романтичность его образа. Находится на стыке академической и обнародованной творчества. И поэтому изучение, что там идет эпическая традиция, это урок на русском языке, традиции потеря. Спасибо большое. Я так понимаю, сразу же идет и коллега, значит, уважаемый Бахаргуль Байрамовна, кандидат в исповедник, старший преподаватель кафедры истории Туркменской консерватории имени Майи Галиевой, Агаджатов Мурадович Ачилов, который рассказывает о роли Махтумкули в развитии туркменской академической камерно-вокальной музыки. Пожалуйста, Агаджат Мурадович. Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Уважаемый президиум, огромное спасибо организаторам за возможность участия на международной конференции. Моя тема – роль поэзии Махтумкули в зарождении туркменской академической камерно-вокальной музыки. Я вам отправлял презентацию, если можно, может это показать. История зарождения и развития туркменского академического камерно-вокального жанра в творчестве туркменских композиторов поэзия Махтумкули занимает особое место. С момента зарождения жанра романса, это первая половина 20 века, и по данное время композиторы Туркменистана обращаются к высокой поэзии 18-19 века, к стихам Азади, Махтумкули, Сейди, Зелили, Магрупи, Андали, Парудаки, Моланепеса, Караджоулана, Кемина и других поэтов-классиков, творчество которых отличается глубоким философским содержанием, высоким уровнем образованности, поэтическим мастерством, совершенством художественной формы и гуманных идеалов. Туркменские композиторы часто обращаются к поэзии Махтумкули Фраги, литературное наследие которой является вершиной исполнителя всей туркменской классической поэзии. Исследователи, композиторы и исполнители отмечают исключительную музыкальность его стихов. Так, например, исследователь Абдуллаев отмечал: Махтумкули первым в истории туркменской литературы создал стихи такого ритмического строя, которые полностью совпали с национальной музыкой. Именно поэтому стихи великого Фраги использовались в устном народном творчестве, в искусстве бахши и в современном композиторском творчестве. Здесь можно привести в качестве примера слова Махтумкули Фраги: «Тада боштан узвалар, переложенный на музыку, становится красивым». Буду Эрдевели Мухатова Дангатара Везова, Нейляин Дангатара Везова Нурхал Мамедова, Айрылдым Дангатара Везова Амандурда Гаджикова, Ирламаян Болорма Реджеп Кутлиева Нурхал Мамедова, Бугун Вели Ахмедова Нурымхадова, Неади Дильдар Генрика Держевского Нуреева Нурхал Мамедова, Уят Эйлиар Адриана Шапошникова Нурхал Мамедова являются наиболее яркими примерами создания песен и романсов на стихи Махтумкули Фраги. Творчество Махтумкули Фраги продолжает обращаться композитор Туркменистана последующих поколений, а также ряд зарубежных композиторов, такие как Виктор Якимовский, Константин Баташов, Мамед Гусейнов и другие. Произведения, которые написаны в самых разных жанрах, начиная от песен, романсов и крупных произведений, как симфонические произведения, кантаты, оратории и оперы. В первую половину 20 века закладывается основа зарождения и развития камерно-вокальной музыки Туркменистана, внутри которого происходят сложные процессы. Это в основе создаваемых вокальных произведений лежат обработки народных песен и лекции, цитирования, записанные и изданные в 2 томах «Туркменская музыка» Успенского и Беляева. Отметим, что первыми авторами песен были русские композиторы. Это произведения Коваля, Давиденко, Шехтера, Лобачева, Василенко, Компанейца, Чемберджа, среди которых наиболее значительным был цикл романса Василенко, 4 романса на в переводе
Лов. Этот цикл и явился первым образцом жанра романса в туркменском музыкальном искусстве. И уже в конце 1930-го, в начале 40-х годов первые туркменские композиторы, основоположники туркменской композиторской школы, создают свое первое произведение в жанре романса. Это «Буря» Аширкулиева на стихи Александра Пушкина, «Весна» Вели Мухатова на стихи Моланы Песова и «Разлука» Дангатара Авезова на стихи Махтумкули Фраги. На формирование стиля этих композиторов своими первыми сочинениями на туркменской теме огромное влияние оказал композитор Адриан Шапошников. В 1947 году композитор Адриан Шапошников пишет два романса «Бильбиль» и «Менгли Ханым» на стихи Махтумкули. Эти сочинения композитора ознаменовали новый этап в развитии камерно-вокальной музыки Туркменистана. Автор в своих произведениях основывается не на прямом цитировании туркменских народных мелодий, а на переосмыслении интонационного строя и ладовой основы народной музыки. Сочинения эти являются первыми образцами в переводе текстов стихи Махтумкули Фраги на русский язык. В 1947 году композитор Вели Мухатов пишет романс «Буде Бугун» на стихи Махтумкули Фраги. Романс написан в свободной трехчастной форме со сквозным развитием музыкального материала, а использование сложных модуляций, динамических оттенков, нарастание темповых нюансов — все это позволило композитору передать различные психологические состояния героя. В этом произведении уже можно отметить яркую индивидуальность композиторского стиля, которая оказала влияние на дальнейшее развитие жанра романса и определила новые задачи в эволюции жанра, как поиск новых образов с верой, сложное соотношение музыки и поэтического текста, переосмысление фольклорных истоков, принципов формообразования, формирование интонационного мелодического строя и ладо-гармонической организации произведения. Таким образом, отметим, что в 1930-40-е годы закладывались основы зарождения и развития камерно-вокального жанра Туркменистана. В 1950 году композитор Дангатар Авезов пишет романс «Как мне быть, Нейляйн» на стихи Махтумкули Фраги. Сложный эмоциональный план романса определил лирико-философское начало романса. Декламационное развитие, нисходящие тетраходы и скачки на интервалы малой септимы, кварты, квинтовая основа гармонии, использование сложной ритмической формулы 5/8, использование трехчастной формы с кульминацией в средней части — все это свидетельствует о ярко выраженной фольклорной основе музыкального материала. Эти особенности стиля композитора затем проявились в ариях Лейли, в опере «Лейли и Межнун», арии 1 и 4 действия Дангатара Авезова и явились прекрасным примером работы с фольклорным материалом для композиторов последующих поколений. Новое поколение композиторов Амандурда Гаджиков, Дурдун Нураев, Чары Нурымов, Нурхал Мамед, Дангатар Хадыров, Сухан Тулеев и другие также обращаются к поэзии Махтумкули Фраги. На примере их вокальных произведений можно проследить дальнейшее развитие жанра романса в туркменской профессиональной музыке. В своих произведениях композиторы стремились воплотить народные традиции и использовать особенности современной композиторской техники, характерные чертами которых стали динамическое развитие формы, гибкая вокальная партия с чертами речитативности, увеличение роли инструментального сопровождения, расширение образной сферы и обновление интонационного языка. Таким образом, отметим, что достижения композиторов камерно-вокальных жанров прослеживаются во взаимосвязи поэтического текста и музыки. Претворение народных традиций и претворение фольклорных истоков выявляется в композиционных особенностях национальной ладогармонии попевок, преобладание минорных ладов с понижениями отдельных ступеней, использование неустойчивых аккордов, дута, фондового и квартоквинтового звучания. Также использование протяженных органных пунктов, специфики интонационно-мелодического развития, включением различных приемов орнаментальности и мелизматики, как мордента, трели, фаршлаги и речитативно-декламационных элементов, характерных для туркменских народных песен. Также в мелодиях явно проследующий синтез декламационности и песенности. Одна минуточка еще осталось. Да. Говоря о принципах ритмической организации, где преобладают сложные смешанные ритмы, такие как 3/8, 6/8, 7/8, 9/8, 11/8, здесь мы наблюдаем глубокие связи с фольклорной метроритмикой. Из традиции народной музыки в туркменской композиторы заимствовали переменные метроритмические соотношения. Это как следствие многообразия поэтического слова и ритмики фольклорных истоков. Все это благотворно повлияло на формирование композиторского стиля каждого автора в отдельности и на развитие жанра романса в целом. Камерно-вокальный жанр
своеобразной творческой лаборатории композиторов. Достижения в песнях и романсах получили свое дальнейшее претворение в фортепианных сочинениях, а также крупных произведениях, таких как кантаты, оратории и оперы. Таким образом, именно достижения композиторов камерно-вокальной музыки, освоение приемов народной музыки, освоение приемов современной композиторской техники дает возможность композиторам в своем творчестве обращаться к более крупным жанрам профессионального музыкального творчества. Спасибо за внимание. Большое спасибо, уважаемый Агаджан Акмурадович. Мы много очень сейчас исполняем этой музыки, и ваш доклад – прекрасное пояснение к тому, как мы здесь поем и исполняем туркменскую музыку. И теперь мы, конечно, переходим к животрепещущей теме. Ах, восточные переводы, как болит от вас голова. Сейчас будет совместный очно-заочный доклад исследователя-преподавателя легендарного Римкора Ленинградского училища имени Римского-Корсакова и Сладковой Татьяны Михайловны и ее коллеги по кафедре Николая Андреевича Ларионова, который будет включаться из Санкт-Петербурга. И у них замечательная тема, без которой эта конференция была бы неполной. Махтумкули Фраги, Арсений Тарковский. Диалог судеб. И я не зря этот эпиграф дал. Я думаю, о нем еще поговорим сейчас вместе. Приветствую вас, дорогие гости нашего семинара и участники нашего семинара. Я тоже приветствую всех. Приветствую всех. Надеюсь, меня слышно. Абсолютно. Абсолютно. И поскольку у нас такая сложная система, я только кратенько скажу несколько слов о проблематике, которую мы затронули, и в основном передам слово Николаю Андреевичу Ларионову, нашему преподавателю литературы и языка. Вот. Мы работаем, как вы уже поняли, в музыкальном училище, и, собственно, к нам впервые приходят люди, точно решившие стать музыкантами, то есть сориентированы на профессию. И вот здесь и возникает главная проблема. Чтобы понимать музыку, вот о контекстах очень хорошо, да, а вот эти коды очень хорошо сказали, невозможно дать человеку говорить музыкальным языком, если он не владеет всей информацией визуальной, да, литературной, смысловой, если он не понимает глубинных смыслов. И вот именно на этом уровне, да, лучше всего работает, конечно, литература, конечно, преподавание, да, разбор истории мировой культуры, да, которые как раз поднимают вопросы, да, для музыкантов о сути культуры, о смыслах культурных, о передаче информации об этой культуре. И чтобы отразить и понять творчество любого великого представителя, в том числе туркменского народа, современной российской молодежи, конечно, надо продемонстрировать точки зрения, понимания деятелей русской культуры, да, которые глубоко проникли в сознание. Вот именно поэт понимает поэта, художник понимает художника. И после этого идет переложение на язык музыки. И вот как это происходит, сейчас нам расскажет Николай Андреевич. А я благодарю вас. Спасибо, Татьяна Михайловна. Я надеюсь, что я не отниму много времени. Хочу прочесть фрагмент из стихотворения Махтумкули в переводе Арсения Тарковского. Я думаю, что всем известно это стихотворение, но вот без звучания поэзии, конечно, наш разговор будет неполным. Овеяна ширь от хазарских зыбей до глади Джейхуна ветрами Туркмении, блаженство очей моих, роза полей, поток, порожденный горами Туркмении, и тень, и прохлада в туркменских садах, и неры, и майи пасутся в степях, рейхан расцветает в охряных песхах, луга изобильны цветами Туркмении. В зеленом ли, алом ли пери пройдет, в лицо благовонную амброй пахнет, возглавлен мудрейшим дружный народ.
родится земля сыновьями Туркмении. Здесь братство обычай и дружба закон для славных родов и могучих племен. И если на битву народ ополчен, трепещут враги пред сынами Туркмении. Куда бы дороги туркмен не вели, расступятся горные кряжи земли. Потомкам запомнится Махтумкули, поистине станет устами Туркмении. Ну, вот эти пророческие слова замечательно звучат именно в переводе Тарковского. И наш доклад, собственно, возник в результате того, что мы поняли, насколько глубоко Тарковскому удалось проникнуть в особую душевную природу поэзии Махтумкули. И очень часто такие ситуации, вот, встречи двух великих художников, музыкантов, поэтов возникают неспроста, они возникают на основе какой-то внутренней близости этих судеб. Тарковский прошел войну и много потерял в результате этой войны, он пострадал очень сильно. И это позволило ему почувствовать и передать в своей замечательной поэзии вот ту ноту щемящую, которая заставляет Махтумкули как раз называться фраги. И именно поэтому вот некоторые переводы действительно оказываются такими яркими и глубокими. Ну вот опять же еще одно замечательное стихотворение «Называйся фраги отныне». Вот для русского уха не сразу понятно, что это слово передает скорбь и особую судьбу автора. Что ты сделал, садовник рок, пал на розы морозный иней, обмелел мой речной поток, нет горы моей на равнине. Вор, святой человек теперь, раб, хозяин и бег теперь, на висках моих снег теперь, нет времен моих и поныне. Помоги мне в беде, пророк, сжал мне горло убийца рок, трупы в пыли дорог, пребывает мой дух в кручине, плачет месяц во тьме ночей, ад бушует в стране моей, у других табуны коней, а хромой без коня в пустыне. Рок меня уловил, он рад, что пред днищем разверся ад, всюду сети его стоят, я лишен его благостыни. Злые муки тебя сожгли, собеседники прочь ушли, плачь несчастный Махтумкули, называйся фраги отныне. Вот такая глубина трагизма, конечно, не может быть передана, если поэт сам не испытал вот эти утраты, трагедии и боль, и не принял их очень близко к сердцу. И вот, возвращаясь к словам о национальном коде, вот можно сказать, что действительно во многом в этом и состоит такой своеобразный национальный код русской культуры, что она берет очень близко к сердцу вот те явления национальных культур разных народов, которые объединяются в разные эпохи и становятся близкими для русской культуры. И в этом отношении действительно получается, что русская культура – это тоже своеобразная культура-переводчик, которой удается сделать доступным то, что глубоко национально и тонко, и, может быть, без этого перевода и непонятно, но благодаря вот таким замечательным авторам и переводчикам, и художникам, и музыкантам, она становится, конечно, уже достоянием мировой культуры. Ну вот я думаю, что на этом мы можем наш краткий доклад завершить, чтобы другим дать возможность тоже выступить. Спасибо большое. Ну, вы знаете, коллеги, это очень интересный тоже вопрос поднят, потому что мы знаем, что вот, если говорить о поэзии Махтумкули, есть другие переводы наряду с переводами Тарковского. Они очень аккуратные, приглаженные, но вот ты понимаешь, что восточная поэзия – это такая штука, что вот если переводчик своего не вложит и не будет смелым, то передать вот поэзию, дословно идя за поэтом, не получится, потому что надо добавить свое национальное, иначе будет нечитаемым.
И в этом смысле Арсений Тарковский, он сыграл такую же роль в пропаганде поэзии Махтумкули и других восточных поэтов. Так скажем, Анна Ахматова, мы бы корейскую поэзию бы не любили, если бы не было переводов Ахматовой. Мы бы без Веры Марковой не понимали бы японцев, без Щуцкого китайцев. И, конечно, переводы Тарковского, они до сих пор непревзойденные. Спасибо большое за это очень тонкое, интересное сообщение. Да, если у, так сказать, оригинала, у Махмуд-Кули рифма или только ритм? Потому что и Тарковский, и другие переводчики, конечно, с рифмой работают. Они подбирают еще и рифмованные слова и фразы. А вот как у самого Махмуд-Кули? Да, на туркменском языке вот существует... Но перевод предполагает взаимодействие сознания. И если мы будем сохранять мелодию туркменства, мы не почувствуем глубину, вот ритмическую глубину смысла. Это очень важный момент. Потому что перевод — это не подстрочник, правильно? Если мы уберем ритм из русской поэзии, и вот почему у нас академическая, да, ведь направленность нашего фестиваля на академическую как бы обработку национального, да, достояния, национального богатства. То есть он становится мировым, а доступным мировому сознанию. Вот ритм не случайно ведет в академическую, классическую. Почему появилось понятие классической музыки, классической литературы? Именно это является объединяющей основой. На эту тему могу рассказать историю очень интересную, связанную тоже с поэзией Востока, но с корейской. Со мной в консерватории на курсе училась девушка-кореянка. Она обрусевшая была, она была билингвой, хорошо знала и русский язык, и корейский, южный кореянка. И как-то я ей показал сборник переводов Ахматовой, как интересно, Сиджоя, шестистишие. Я, говорит, поеду на каникулы в Сеул, покажу это в университете, переводы. Потом приезжает, я говорю, ну что? Они так посмотрели, сказали, что, конечно, мелодику стиха передать невозможно. Говорит, ну, образность она передала верно, но при этом профессура там сказала, невозможно, скажем, поэзию Китая, Японии, Кореи адекватно со слоговой системой перенести, трансплантировать на русскую почву. И поэтому переводчики делают правильно. И в этом случае надо добавлять своего национального, иначе у народа не будет шанса познать вот далекие культуры. Поэтому вот даже мы слушаем сейчас Бахши, да, вот из Ашхабада. И вот это они пели на стихи Махтумкули. Это совершенно не то, к чему мы привыкли в переводах Тарковского. Там другая метрика, там, возможно, есть какая-то другая рифмовка. Скорее всего, там такая немножко система ближе к слоговой. Там вообще ритмика другая, там даже в музыке ритм не такой, как мы привыкли, потому что в туркменской музыке нету вот этого вот привычного восточной, как бы в тюркских культурах, какой-то жесткой ритмики. У них ритм свободный, ритм свободный. И чтобы как-то войти нам в этот мир, надо русифицировать, а в других народах приблизить к культуре этого народа. Поэтому, да, вот Тарковский добавляет русский трагизм, русскую рифму. Иногда это все сближается с Маяковским, иногда это все сближается с поэтами Серебряного века. И мы тогда хоть немножко понимаем, до нас доходит образный строй. Ну вот как-то так. Иначе для нас это всегда будет, как это русский язык, это русский нон-легат. Чтобы узнать читателю поэта и его мир, надо читать хороший перевод. А вот чтобы его изучить и вжиться, ну это дело вкуса. Вот чтобы изучить и вжиться, надо выучить язык, но чтобы немножко о нем... Потому что тогда мы и Гёте не поймем. И извините, если даже взять священные книги, есть дословный перевод Корана, а есть смысловой перевод. И исламское духовенство не запрещает читать смысловой перевод, потому что читать дословный перевод — это с ума сойти, и человек к вере к этой никогда не придет. А смысловой перевод он рассказывает о Боге.
Также и адаптации Библии есть. Было несколько адаптаций первоначального иудейского текста. Иначе бы никто не знал о Всевышнем. Поэтому будем говорить, что это... Будем говорить, если брать исламскую восточную традицию, это перевод смысла. Все, что мы имеем, это перевод. Это очень хорошо, что идет дискуссия. Значит, эта конференция, это не просто, знаете, читай не так, как Пономария с трусным столком с расстановкой, а действительно интересны те вопросы, которые наши уважаемые докладчики дают, за что им большое спасибо. Далее мы опять с нами Ашхабад, Гульбахар Елкаповна Язмамедова, старший преподаватель кафедры искусств, кафедры истории музыки Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой. Ее тема — симфоническая поэма Кулиева Махтум Кули как первое музыкальное обращение к личности поэта. Пожалуйста, Гульбахар Елкаповна. Добрый день, я приветствую всех участников научно-практической конференции. Мое выступление о сочинениях туркменских композиторов на стихи Махтум Кули и в том числе произведение Махтум Кули, симфонической поэмы Ашар Кулиева. Гульбахар Елкаповна, пожалуйста, подвиньте микрофон ближе к вам. Мы не слышим вас. Сделайте это у вас, да. И вы, наверное, начните, пожалуйста, еще раз. Слышно ли меня сейчас? Слышно. Ага. Еще раз приветствую участников научно-практической конференции. Ага. Махтум Кули — фраги, гордость туркменского народа. Творческое наследие выдающегося поэта и мыслителя Востока и по сей день остается для человечества путеводным и нравственным ориентиром. О личности Махтум Кули, непростых событиях его жизни, как и о его пронизанной чистотой лирики и других произведениях, пронизанных глубокими философскими размышлениями, знали с давних времен. Это вполне объясняется тем, что судьба поэта, классика и мыслителя была непосредственно связана с историей нашего народа, а именно его борьбы за независимость и за право жить счастливо на родной земле. Восхитительные стихотворения, которые проникли в самое сердце нации, использованы и в творчестве туркменских поэтов, которые, подобно искусным ювелирам, сумели переложить их в музыкально-песенные произведения. Многие из их творений, посвященных лирике великого поэта, оказали значительное влияние на протяжении дальнейшей истории музыкального искусства. В творческом наследии великого поэта и мыслителя Востока черпают неиссякаемое вдохновение и духовные силы туркменские художники, скульпторы, графики, мастера декоративно-прикладного искусства. Образ Шахира и воспеваемые им гуманистические идеалы нашли воплощение в профессиональном музыкальном творчестве. О неразрывной связи поэзии Махтум Кули свидетельствует искусство бахши, в репертуаре которых песни на слова поэта занимают ведущую роль. Его художественное наследие звучит с новой силой и в сочинениях представителей туркменской композиторской школы разных поколений. Тема Махтум Кули находит различные композиционные решения от небольших пьес до опер. К 225-летию со дня рождения поэта Юлий Мейтус создал оперу Махтум Кули. С помощью музыкально-выразительных средств композитору удалось создать убедительный образ борца за счастье народа. Наиболее удачное преломление многогранный образный мир поэта находит в романсах и песнях. Яркие тому примеры Дагата Равезова, Гүрлерин, Нейляин, Гүрлермен, Велимухатова, Будерди, Адриан Шапошникова, Меглиханом, Шарар Тыкова, Гульвуда, Ахметова, Доуруди, Гугуль, Тиль Беляни, Генриха Држевского, Неали Дельдар, Аманурды Агаджикова, Айрылдым, Шарнуримова, Арманом, Галли, Мерет Аннамрадова, Неавельтин и другие песни и романсы. Среди хоровых сочинений на стихи Махтум Кули большую популярность приобрели хоры акапелла Велимухатова, Халымга, Вели Ахмедова, Гүгүмдүшти, Юдумден, Дагата Равезова, Гиттен Бар Аман, Нурмухатова, Айрылдым. Особо хотелось бы отметить произведения, написанные в годы независимости. Среди них
Воспоминания оды на стихи Махтумкули Туркменбинаты для чтеца солистов хора и симфонического оркестра Сухана Туйлиева. Кантата на стихи Махтумкули и Мулалипеса Тяли Мирет Анамрадова. Образ поэта и мыслителя неоднократно прорабатывался и в жанре кинофильма. По сей день можно услышать популярные мелодии, сочиненные туркменскими композиторами для кинолент «Офраги», Нуры Халмамедова для фильма «Махтумкули» 1968 года и Реджеп Реджеповым для документального и художественного фильма «Махтумкули» 1983 года и Бахтандан Айрлан Правый «Враги, разлученные со счастьем» 1984 года соответственно. Больших симфонических произведений, посвященных творчеству Махтумкули, не так уж и много, но из них можно выделить наиболее значимые. Поэму Ашеркулиева Махтумкули 1948 года и симфонию номер 1 Махтумулинун Ядыгарлевне памяти Махтумкули 1974 года, написанную Вели Мухатовым. Если говорить о музыкальном образе великого поэта в симфоническом жанре, то он впервые раскрывается в симфонической поэме Ашеркулиева Махтумкули. Принцип воплощения программы отражал типичные черты симфонической поэмы тех лет, посвященных героям прошлого и настоящего. Данное произведение композитор создал, когда учился в Московской консерватории. Надо сказать, что Ашеркулиев обращался к творчеству поэта еще до сочинения симфонической поэмы. В студенческие годы он написал несколько песен на стихотворение Махтумкули. Из них можно отметить вокальное сочинение для голоса и фортепиано «Гуверфель», а также для хора и фортепиано «Айрылым» и «Депенетер Дюнетер». Симфоническая поэма Махтумкули написана для большого симфонического оркестра. Все темы отличаются выразительностью и певучестью звучания. Вступление – это лирическое размышление, главная партия пронизана оживленными интонациями, а побочная партия носит лирический характер. Согласно замыслу автора, в ней экспрессивно выражаются элементы национальных песен и мелодий. Поэма Ашеркулиева представляет собой одночасное программное симфоническое произведение, написанное в форме сонатной. Вступительная партия лирическая, исполняется она английским рожком, звучание которого схоже с народным музыкальным инструментом тюйдук. Надо отметить, что ее интонации звучат во всех темах в различной тональности и в различных структурных тембровых вариантах. По мере развития в теме вступления наблюдается переход от лирического к гимническому. Ее можно представить как тему народа. А динамичная главная партия рисует образ главного героя-борца за народное счастье – Махтумкули. Тема исполняется струнными и деревянными духовыми инструментами. Впоследствии главное звучание в исполнении скрипок переходит. Связующая партия, которая основана на главной, подводит к побочной лирической теме. Структура раздела разработки основывается на темах вступления и главной партии. Кульминацией поэмы выступает реприза, и симфоническая поэма Ашеркулиева Махтумкули завершается торжественной кодой. Общность интонации различных тем поэмы означает, что в ней присутствует лейтмотивный способ симфонического развития тематизма. Национальный колорит произведения придает включение элементов народной музыки, в частности, частота, смена размеров, использование секундовых, квартовых и квинтовых звучаний. Великие идеи, изложенные поэтом в стихотворениях, получили выражение в произведениях туркменских композиторов. Они доносят из прошлого настоящие идеалы гуманизма. Заветной мечтой Махтумкули враги было создание прочной независимой державы, что также передано им в стихотворениях, в стихотворных строках. Ныне его мечта стала явью современного туркменского народа. Произведения наших композиторов передают события из жизни великого поэта, его а также неприходящие общечеловеческие ценности, актуальны и в наши дни. Спасибо за внимание. Большое спасибо, уважаемая Гульбахар Елкаповна, и за такой тщательный и интересный анализ формы. Мне это приятно особенно слышать, потому что мой учитель по Мерзляковскому училищу, легендарный Виктор Павлович Фрайонов, в свое время ввел курс «Историю музыки союзных республик».
И там были анализы сочинений ведущих композиторов республик бывшего СССР, в частности Вили Мухатова и Черины Урымовой. И сейчас я слушаю такой же прекрасный анализ произведений Кулиева. Большое спасибо. Я приглашаю Федора Ивановича Амосова, виолончелиста, композитора, педагога, звукорежиссера, общественного деятеля, преподавателя легендарной ЦМШ. Его тема «Элементы народной музыки в искусстве современных композиторов-исполнителей от малой до крупной формы». И уважаемый музыкант будет рассказывать обо всем этом на примере собственного творчества. Прошу вас. Уважаемые коллеги, добрый день. Я сейчас попрошу, вы не могли бы... Я попрошу, я не буду ее листать, я буду говорить очень примерно. Вот по ней, если можете ее листать, где-то примерно раз 30-40 секунд. Ну, мне прошу не отвлекаться, потому что буду импровизировать, как не по презентации. Уважаемые коллеги, мне хотелось бы вам рассказать мое собственное видение о процессе имплементации элементов народной музыки в творчестве современных композиторов-исполнителей. Мне хотелось бы очень разделить также творчество профессиональных композиторов, кто занимается только непосредственно творчеством, только непосредственно композицией, и людей, которые пишут музыку в первую очередь для того, чтобы ее исполнять самим, потому что мы во многом на сегодняшний момент утеряли способность, я сейчас говорю про исполнителей, мы утеряли способность писать музыку для себя, ту способность, которую активно использовалась в XIX веке, XVIII веке, ну и в начале 20 века такими выдающимися композиторами-исполнителями, как Сергей Сергеевич Прокофьев, как Сергей Васильевич Рахманинов, которые в первую очередь начинали как исполнители и потом уходили в композиторскую студию уже полностью профессионально, но все равно надо отметить, что необходимо в нашей исполнительской среде постоянно писать музыку и постоянно пропагандировать свой инструмент. Почему я взял смелость привести себя, так сказать, в пример как именно композитора-исполнителя, потому что еще 10 лет назад среди моих коллег, сейчас среди моих юных коллег, 10 лет назад практически не было такого явления, как написание музыки молодыми исполнителями. Сейчас я вижу, что тенденция поменялась, это меня очень радует, и я очень надеюсь, что я был один из тех небольших примеров, которые дали возможность юным именно исполнителям постоянно писать музыку. Потому что, конечно, это строго необходимо. Что я могу сказать по поводу именно своих пьес? Я начинал писать небольшие пьесы фантазии. Вот. Основой для этого послужило творчество таких композиторов, как Гаспар Кассадо, Пал Кадушев, Золтан Кодой. Это все те композиторы, которые использовали народные мотивы в своей музыке. Да, мы можем, конечно, вспомнить, что Глинка говорил, здесь это была в презентации цитата, но суть в том, что мы, композиторы, мы не создаем музыку, мы всего лишь ее аранжируем для своего творчества. То есть мы не являемся глубинными создателями искусства. Итак, мне кажется, что я, так сказать, создал один из необычных новых жанров, коротких сольных пьес, фантазии в народном стиле, которых я написал несколько штук. Также у меня написана чуть большая форма соната «Фантазия» для виолончели соло, которую я презентовал на конкурсе имени Петра Ильича Чайковского в 2015 году. Вот. И после этого, да, я надеюсь, что я восстановил традицию исполнителей играть свои произведения, в том числе на крупных конкурсах, потому что это очень важно. Потому что до этого такие случаи наблюдались только в 60-70-х годах 20 века, то есть практически 50 лет исполнители полностью отошли от исполнения своих собственных произведений. И, да, говоря в целом о музыке для виолончели соло, надо сказать, что хотя музыка для виолончели соло пишется, но пишется она медленно, не всегда охотно. Примеров современной музыки для виолончели соло очень мало. И, конечно, как для любого сольного, да, не полифонического инструмента, это всегда проблематично. Мы прекрасно понимаем, что написать сонату там, для скрипки и виолончели значительно сложнее, чем написать сонату для фортепиано, скажем, которая предполагает полифоничность своего звучания. Вот. А среди своих последних примеров мне бы хотелось представить уважаемой публике уже оркестровое сочинение. Это, ну, можно назвать его концертом, можно назвать тоже его фантазией в джазовых тенях. Вот, для виолончели и оркестра, где тоже есть элементы народной музыки, поскольку джаз — это глубоко народная музыка.
И вообще, как мне кажется, и я думаю, что многие коллеги-композиторы здесь со мной согласятся, что будущее современной классической музыки в целом это соединение, да, абсолютно всех жанров музыки. То есть будет соединена и академическая классика, и джаз. Возможно, позже к ним присоединятся поп и рок-стили, но все это в любом случае неизбежно придет к синтезу и выкристаллизации нового типа музыкальных произведений, которые мы будем слушать уже в ближайшем будущем, возможно, даже на горизонте 30, 50 лет. И, собственно говоря, это наше будущее. И, конечно, не используя фольклорные да народные мотивы, невозможно создавать музыку. И в чем-то мы будем ближе приближаться именно к этой народной музыке. И мне кажется, что это очень важно для нас помнить наши корни и использовать всю музыку тех народов, с которыми мы общаемся, с кем мы живем в общем мировом пространстве. Благодарим, Федор Иванович. Конечно, может быть, что-то у вас есть в виде иллюстрации? Нет, иллюстрации я не делал, я, в общем, там в основном текстовые вещи. Но я думаю, что мы обязательно обратимся к вашей музыке сегодня и послушаем ее в записях. Вообще, конечно, это интересный вот такой вопрос. Тут можно было бы с вами подискутировать, понимаете? Рахманинов, Прокофьев и даже Скрябин, вот тут дело, что как раз они, да, не писали для себя, но они писали для себя и для других. И во многом именно они, будучи гениями, но они покончили с традицией писать для себя. Потому что, когда ты пишешь для себя, это полуимпровизационная история. Это скорее последним человеком, который по-настоящему это делал, это был Лист. И причем не тот Лист, которого издавали. Вот, например, фильм «Глинка». Гениальный фильм Григория Александрова, где Рихтер играет Листа. Но это жульническая сцена, потому что ему дают тему марша Черномора, и он играет фантазию. Рихтер гениально играет фантазию Листа, там Лист играл нечто совершенно другое. И вот я знаю, что как раз они добивали, вот эти вот гении, они добивали традицию романтической фортепианной импровизации. Вот Мария Буянова, которая сегодня играла партию фортепиано на презентации, у нее тема была очень интересная, дипломная работа, я ее просто читал, по иллюстраторству в немом кино. Вот, там тоже, кроме вот этих вот пьяных топеров, которых мы видим в кино, там был совершенно другой слой, очень высокий людей, которые как раз последние писали для себя. И мы даже фамилии их слышим впервые. Поэтому я думаю, что, ведь я уверен, что вы полуимпровизационно играете. Я не думаю, что вы в собственной музыке, вот написанной для себя, строго придерживаетесь вами же написанного. Придерживаюсь, конечно. Но вы можете что-то поменять в штрихах, можете что-то... Я имею в виду это, то есть это ведь импровизационное начало. Если вы меняете смычки, меняете штрихи, можете что-то ведь симпровизировать, добавить мелизматику. Вот. Когда ты пишешь только для себя, у тебя большая свобода. Если ты пишешь для себя и для других, ты вынужден делать обусловленность и начинать бороться с импровизаторством и так далее. Длинная, интересная тема. Желаем вам успехов творческих и композиторских. И будем рады продолжить эту дискуссию. Всего доброго. И сейчас выступит один из авторитетнейших музыковедов Туркменистана, выпускница Московской консерватории Лейла Чарыевна Бабаева, старший преподаватель кафедры истории и музыки Туркменской национальной консерватории имени Махтум Кулиева, имени Майи Кулиевой. Я приветствую Лейлу Чарыевну, которая недавно совсем была с нами в августе. И ее тема — воплощение поэзии Махтум Кулиев в творчестве современных композиторов. Добрый день, дорогие участники конференции, уважаемые члены организационного комитета, преподаватели, коллеги. Я тоже рада очень приветствовать Евгения Кирилловича, Мамед Сулейманович. Очень рада за ваш вклад в этом году. Нынешний год был, конечно, очень большим, очень насыщенным различными творческими мероприятиями. И дай Бог вам здоровья и дальнейшего процветания. Моего сообщения воплощение поэзии Махтум Кулиев, вокальной музыки современных композиторов. Поэтическое наследие Махтум Кулиев Рагиди явилось во многих поколениях, для многих поколений неисчерпаемым источником вдохновения. Личность и поэзия Махтум Кулиев повлияли на развитие музыкального искусства туркменского народа. Значительная часть сочинений на стихи великого поэта создана композиторами в области вокальной музыки.
В этих произведениях особенно ярко раскрыт многосторонний мир творчества поэта. Богатство поэтических образов, несомненно, отразилось и на многообразии музыкальных жанров. Крупных форм — это опера, моноопера, ода, кантата, малых — вокальные циклы, романсы, песни, диптих, вокализм. Богатый образный мир поэзии и личности Мафтун Кулифраги продолжает вдохновлять молодых туркменских авторов. Среди них талантливый композитор Керим Джумакулыев, который создал ряд музыкальных произведений, посвященных поэту-классику. Это сочинение для симфонического оркестра Пелега Юзлина, трио для струнных инструментов Мафтун Кули, двухчастное произведение для органа Таката и Айрылдым разлучился, песня для детского хора акапелла Туркменам и Сон. Романс поэма «Разлучился» и роман «Смущается Менгли Ханум» являются первыми произведениями, созданными Керимом на стихи Мафтун Кули еще в студенческие годы. Обращаясь к стихотворению Фраги, Керим создает любовный романс-поэму о разлуке поэта с любимой девушкой, которая отличается глубоким драматизмом, трагическим характером. Необычен уже исполнительский состав произведения. Традиционный для жанра романса дуэт голоса, тенор и фортепиано дополнен туркменским народным духовым инструментом тюдюгом. Его негромкий, матовый, несколько сепловатый тембр придает звучанию широту, простор и вместе с тем создает особую внутреннюю глубину передачи чувств лирического героя. Романс Керима Жумакулиева редкий пока в туркменской музыке пример совмещения аутентичного и академического тембрального звучания. Вместе с введением тембра народного инструмента композитор использует и цитирование народной тюйдуковой мелодии «Вахлыт из Дестана Зюхрей Тахир». Композитор также свободно обращается к поэтическим текстам. Из 7 строф стихотворения Мафтун Кули он выбирает только 3 – первую, третью и пятую. Применяет повторы поэтического текста, вводит возгласы. Композитор отказывается от использования последней строфы стиха, где, согласно традициям восточного стихосложения, непременно упоминается имя поэта. Таким образом, он избегает конкретизации ситуации, ориентируясь лишь на интонационную идею, содержащуюся в поэтическом тексте, акцентирует внимание на общем эмоциональном тонусе стихотворения. Отрадно отметить, что именно за это произведение Керим Жумакулыев удостоился первого места в конкурсе композиторов музыкальное произведение на стихи Мафтун Кулифраги, который прошел в октябре нынешнего года, с чем его и поздравляем. Поэтическое наследие Мафтун Кули занимает большое место не только в туркменской музыкальной культуре. К нему обращаются музыканты и композиторы всего мира. Вокальный цикл на стихи Фраги создали российский композитор Виктор Якимовский, уже сегодня говорили об этом, украинский композитор Константин Баташов, белорусский автор Владимир Соловьев, а также Мамед Сулейманович Гусейнов. Один из лидеров российского авангардного искусства, композитор Виктор Якимовский, является автором вокального цикла «Песни Фраги» в переводе Арсения Тарковского. 5 стихов поэта представляют собой новое своеобразное прочтение Фраги, выполненное современными средствами композиторского письма. Одно из новых прочтений поэзии Фраги – сочинение «Диптих» известного советского российского композитора, лауреата Государственной премии имени Михаила Ивановича Глинки, народного артиста Российской Федерации, ученика Арама Чапачтаряна и моего педагога Кирилла Волкова. 2 части на стихи туркменского мыслителя Мафтун Кули «Не пойму» и «Лебеди», составившие диптих, специально написаны к юбилейной дате в этом году. Композитор отобрал близкие своему сердцу стихи, содержащие вечные темы: душевное беспокойство, трагизм, непонимание. Премьера этого сочинения состоялась на концерте, посвященном 300-летию Мафтун Кули, прошедшем в рамках 18-го международного музыкального фестиваля «Собираем друзей» в Москве 21 августа нынешнего года. И сегодня также мы с удовольствием послушали это произведение в блестящем исполнении. Современный туркменский композитор, арт-директор Московского международного фестиваля искусства «Звуки Дутары» имени Холмамедова Мамед Гусейнов создал талантливое сочинение на стихи Мафтун Кули. Это туркменская рапсодия, моноопера Мафтун Кули Фраги для сопрано, виолончели и оркестра, переложение для фортепиано. Эти произведения получили большое признание. Как отмечает сам автор сочинения, в основу монооперы положены стихотворения Мафтун Кули, в которых особенно ощутима широта взглядов
и многообразие его философских исканий. Произведение создавалось в период с 2007 по 2013 годы и включает в себя стихотворение поэта в переводе Тарковского, «Призыв» из книги «Родины», «Начало» из книги «Родины», «Печаль» из книги «Познание», «Истина» из книги «Мира», «Добро и зло» из книги «Родины». 5 разделов монопер скреплены между собой единой сквозной драматургией. Интересен и выбор исполнительского состава. Партии солиста и виолончели, словно олицетворение поэта и его внутреннего голоса, ведут диалог, сочетающий в себе богатейшие эмоциональные оттенки. А виртуозная фортепианная партия подчеркивает глубокий психологизм и различные красочные состояния основных образов. Многообразие стилистических приемов от туркменских народных мотивов и диастанного принципа повествования до восточной импровизационности и современных средств музыкальной выразительности открывает богатый спектр претворения поэтического текста. Это сочинение отличается образной глубиной, ярким национальным колоритом, требует большого мастерства от исполнителей. Многим слушателям, в частности туркменским слушателям, моноопера уже знакома, она звучала, и каждый раз она удивляет богатством мелодического материала, сложным гармоническим решением и интересными композиторскими находками. Туркменская рапсодия Мамеда Гусейнова написана на одной из самых известных стихотворений Махтумкули «Будущее в Туркмении». Сегодня мы тоже слушали это стихотворение. Композитор использует в этом сочинении соединение разнохарактерных элементов восточных фольклорных традиций и традиций Русского Востока. Как отмечает, хотел бы процитировать слова Евгения Волкова, Мамед Гусейнов использует форму восточной рапсодии, которую создал еще Глазунов и разрабатывал Арам Хачатурян. И в этом произведении можно услышать влияние диастанной формы. Первые такты рапсодии погружают слушателей в атмосферу туркменского народного музицирования, чередование дутарных, фартовых интонаций струнных, звучание кларнета, имитирующего туркменский народный тюйдук, включение фольклорных образцов Кыштепты и Бивиджан. Все это создает национальный колорит. А солирующая вокальная партия экспрессивно озвучивает пророческие мысли поэта о будущем туркмен, тем самым демонстрируя новое слово в музыкальной махтумкуляне. Хотелось бы послушать небольшой фрагмент, если можно, туркменской рапсодии. Мы вам передавали.
Многообразие стилистических приемов от народных мотивов и восточной традиционности до ярких красок и современных средств музыкальной выразительности, словно безграничный мир поэзии Махтумкули открывает богатый спектр претворения многогранного поэтического наследия. Поэт, мыслитель, философ, патриот, гений Махтумкули Фараби завоевал достойное место в мировой художественной культуре как один из ярких представителей поэтического мира, основоположников национальной литературы и вдохновителей многих поколений деятелей искусства и науки. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, уважаемая Лейла Чареевна, и за содержательнейший доклад, отражающий всю ваше мастерство и глубину Московской школы и Туркменской школы музыковедения, и за теплые слова о моем отце, у которого вы учились по инструментовке, и о мастерах, у которых вы учились здесь, и о воспоминании о прекрасном концерте, который прошел в августе в Рахманинском зале консерватории. Здесь солировала наша дорогая Дарья Гусейнова, и исполнял туркменскую рапсодию интернациональный ансамбль из музыкантов России и Туркменистана. Это был прекрасный случай творческой коллаборации нашей. Большое спасибо за эту прекрасную память. Лейлу Чареевну сменяет Елена Павловна Осипова, доцент кафедры истории и музыки Туркменской консерватории имени Майи Кулиевой, кандидат искусствоведения. Ее тема — поэзия Махтумкули и мир музыки Туйлиева. Пожалуйста, Елена Павловна. Здравствуйте, приветствую всех участников конференции. Поэзия Махтумкули дошла до нас в списках XIX века, а также в устной передаче многие из них легли в основу туркменских народных песен, исполняемых Бакши. Немало его фраз стали афоризмами и пословицами. Композиторы относятся с чувством большой ответственности к поэзии великого Фараби. Романсы на его стихи – явление значимое в туркменской культуре, и, как правило, обращение композитора к творчеству Махтумкули носит малочисленный характер. Это не случайно. Исследователь Аманов отмечает, что в туркменской поэзии он, Махтумкули, сыграл такую же роль, как Гейне, Шекспир, Пушкин и другие великие поэты в литературе своих народов. Творчество Сухана Туйлиева знаменательно тем, что им создано на стихи Махтумкули вокальный цикл и ода Туркмен Бенасы. Название оды послужило объединению сочинений Сухана Туйлиева и инструментальных, и вокальных в один большую концертную программу, прозвучавшую как моноопера. Что было важно для меня во время прослушивания этого концерта? Я почувствовала близость миропонимания поэта и композитора, выраженной не только в поэтическом слове, но и в инструментальной музыке. Поэта и композитора объединяет глубокое понимание души народа, патриотизм в самом прекрасном понимании этого слова. Сам композитор рассказывал: «Я родился в городе Иалатай Марийского вилаята в семье, в которой никто никогда не занимался музыкой, но не было ни одного сколько-нибудь значимого события у моих родных или знакомых, где бы не звучала туркменская народная музыка, фольклор, туйтуковые мелодии, инструментальные сазы, песни Бакши. Это была особая эмоциональная среда, воспитывающая в нас, детях, любовь к своему народу и его искусству. Селяне знали своих Сазанда и Бакши. Многие из них оставили значительный след в развитии национальной музыкальной культуры. Бакши моего родного края принадлежат к салыро-салыкскому исполнительскому направлению. Их репертуар в старину был связан с поэзией Наваи, а потом стали создавать песни на стихи Махтумкули. Композитор Сухан Туйлиев хорошо знает историю туркмен, географию нашей страны, национальный эпос и народное творчество. Он читает поэзию великого Махтумкули между строк. Его друзья, поэты и писатели, близки ему по мироощущению. Это Алла Назаров, Ягмыров, Реджепов и другие. Среди них, например, Араз Ягмыр понимал музыку не хуже, чем музыканты. Произведение Туркмен Бенасы посвящено Назару. Новый двухтомник стихотворений Махтумкули композитор со своим другом Реджеповым прочитали все стихотворения, выбирая поэтическую основу своих будущих сочинений. Для Туйлиева очень важным было общение с Чарой Назаровым, хирургом, доктором медицинских наук, большим знатоком творчества Махтумкули. Это был очень тонкий и образованный человек. Чтобы глубже понять поэзию Махтумкули, он изучил фарси.
Композитор рассказывал, в 2014 году меня потрясло сообщение о смерти Чарназарова. Практически за неделю я написал вокальный цикл «Дунья Хэй». Этот цикл я посвятил Чарназарову. В работе над этим циклом я понял, что настоящая поэзия не может быть несовременной. Читая стихи Махтумкули в разные периоды жизни, ты открываешь для себя новые грани его философии. Инструментальное творчество композитора настолько глубоко пронизано народным духом, что чтение стихов на фоне звучания симфонической картины Пинды в моноопере раскрыло содержание музыки и было созвучно ее картинности. Об обращении к народной музыке Туилиев говорит: «Я заметил, что музыка в момент создания живет по своим законам. Передо мной не стоит задача как-то особенно использовать народные напевы. Каждое сочинение – это индивидуальное воплощение замысла композитора. Я не могу мыслить на другом языке. Я думаю, рассуждаю на моем родном туркменском языке. Как многогранен литературный слог, столь же многогранны и его музыкальное отражение. В некоторых произведениях композитора народные напевы использованы как цитаты. В других сочинениях, фортепианных сонатах, например, композитор старался передать принцип построения и развития инструментальных народных сазов. Есть и обработки народных песен. Мир поэзии Махтумкули и мир музыки Сухана Туилиева сосуществуют параллельно. Философия поэта, связанная с идеей добра, взаимопонимания, уважения и справедливости, ярко воплощена в творчестве композитора. Справедливость по Махтумкули – это диалог между человеком, совестью и Богом. При этом ответственность за нее целиком возложена на человека, так как нравственные основы и приоритеты уже заложены в Коране. И все зависит от того, сможет ли человек их сохранить в суете страстей, которая присуща людскому миру. Важно, что свои взгляды на мировосприятие Сухан Туилиев передает своим ученикам, воспитывая в них любовь к своей истории, национальному богатству, частичкой которого является творчество великого Махтумкули. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Елена Павловна. Будет выступать Надежда Анатольевна Дубова, российский антрополог, археолог, кандидат биологических наук, доктор исторических наук, руководитель сектора этнической экологии Института этнологии и антропологии Российской академии наук, руководитель российской, туркменской, маргианской археологической экспедиции. Темы докладов как раз из стихотворения Махтумкули «Райхан расцветает в охряных песках». Прошу вас. Большое спасибо за приглашение принять участие в этой замечательной конференции. Но, конечно, мое выступление будет очень сильно отличаться от того, что говорилось раньше. Но почему я, собственно, согласилась на приглашение Мамеда? Дело в том, что вот сегодня уже это говорилось, что представление о культуре, оно должно быть целостным. И это не только музыка, это не только живопись, это не только танцы или какие-то другие воплощения культуры, но это и история самой страны. И вот мне посчастливилось уже многие годы работать в экспедиции археологической, которая работает на территории Туркменистана. Включить там и на этом памятнике, на котором мы работаем, это юго-восточный Туркменистан, недалеко от города Байрам-Али, знаменитая страна Маргуш, которая была открыта всего в 70-х годах прошлого века, но она дала такой колоссальный материал, и вот в этом году тут много дат совпало именно с такой замечательной датой, как 300-летие великого поэта туркменского Махтумкули. Ну, вот здесь просто воспроизведена эта самая фраза, которая меня тронула очень сильно, и я именно на нее хотела обратить внимание. Так много было найдено интереснейших вещей, которые показали, что как глубочайшие корни туркменской культуры. И вот мне хотелось просто поделиться теми новыми находками, которыми мы в этом году посчастливилось найти. Ну, почему именно эта фраза? Потому что здесь вот есть слова,
охряные пески. То есть эти пески действительно в Туркмении, они не желтые, не серые, не какие-то, а именно они цвета охры, они замечательные. Дальше. Вправо. Вот я уже сказала, что в этом году совпало несколько очень крупных дат. Во-первых, 300-летие великого поэта туркменского. Во-вторых, 95 лет вот двум археологам, которые здесь показаны, Вадим Михайлович Масон, Виктор Иванович Сарианиди, и 120 лет Александра Александровича Марущенко, тоже археолога, которые внесли колоссальный вклад в изучение истории Туркмении. Они углубили ее на несколько тысячелетий. И вот тот памятник, о котором я покажу несколько находок, он существовал 4000 лет назад. И вот если Махтум Тули 300 лет, то уже 4000 лет назад были замечательные вещи, которые стали известны нам только порядка 50 лет назад. Но они, безусловно, существовали и в поэзии, и в представлениях, и в мифах туркмен. Поэтому как бы я думаю, что это тоже имеет самое прямое отношение к этому юбилею, который в этом году отмечается. Ну, это известная фотография, вот там на заднем фоне вы можете как раз видеть то монументальнейшее совершенно здание, целый комплекс, это город. И вот внизу это так, как сейчас выглядит раскопанный город, который в современности называется Ганур-Депе, как он назывался раньше, неизвестно. И очень бегло, извините, что я начинаю с черепа, но это очень важная находка. Она, скорее всего, принадлежала лошади. И вопрос о том, когда появилась одомашненная лошадь, он очень важен для истории. А вы знаете, какое место занимает ахалтекинцы в культуре туркмен? И поэтому чем древнее как бы корни этого одомашнивания, и дискутируется до сих пор вопрос, а одомашнена лошадь была только в степях или вот в земледельческих районах тоже. Вот это одно из доказательств, а у нас их уже 8 на вот этом памятнике, что в конце 3-го тысячелетия до нашей эры уже, по всей видимости, лошадь была одомашнена и была священной. Там есть изображение, все это, можно целый доклад большой сделать на эту тему. Вот посмотрите, какие замечательные предметы мы нашли на этом памятнике. И вот здесь как раз показывается различные символические значения, мифологические, которые можно из этих изображений извлечь. Здесь изображен скорпион, и очень интересно, что рядом нога человека. Причем скорпион смотрит в одну сторону, нога в другую. Тут можно очень много дискутировать в философском плане, естественно, я сейчас не могу даже какие-то версии высказывать. А на другой стороне очень красивый козел, горный козел, он тоже очень важное место занимает в культуре, в быту туркмен. Вы знаете, что у некоторых племен даже как надгробные памятники ставятся рога козла, поэтому это очень важно, важная находка. Очень интересные печати, так называемые цилиндрические. И, ну, я не буду говорить сейчас о их значении, какое место они занимали. Дело не в этом, а в том, что их всего, их очень много в Месопотамии. И в Туркмении мы нашли вот на этом памятнике всего 5 экземпляров. И вот эту маленькую печать, которая вот здесь с красненькой, это мы нашли буквально в этом году. Здесь изображены фантастические животные. Один хищник фантастический, тоже с рогами и с открытой пастью, и 2 животных тоже такой типа быков, которые, в общем, мы сейчас, вот, поскольку только нашли, будем разгадывать эту загадку, которая здесь есть. А наверху приведены старые печати, которые раньше мы нашли. Это показывает очень тесные связи этого региона, всего Марийского вилаята в прошлом, который вот принадлежал вот этой стране Маргуш, с Индией и с Месопотамией. Вот 2 такие печати, но они вроде бы обычные, но они очень, так сказать, создают определенные отношения. Крестов очень много в разной форме, такая 4-конечная звезда и в таких формах присутствует.
Очень интересный маленький амулет, вы видите вот здесь по этим клеточкам, он всего 3 сантиметра, крошечный, но на одном изображен грифон, вот на нижней части, а на верхней части изображен бык, у которого хвост превращается в змею. И рот, и язык изо рта выходит, и тоже вот там внизу вы видите змея, это именно его язык. Опять же, очень много смыслов, которые можно трактовать, и вообще змея, вы знаете, в современном искусстве, в древнем Туркменистане занимала очень большое место. Ну и самое интересное и обратившая на себя находка в этом году, вот это замечательная бронзовая печать, где изображены 2 грифона, вот вы видите их головы, вот там то ли открытые пасти, то ли это бородка с таким гребнем. Во всяком случае, это надо еще гадать, что это изображено. Но самое интересное, что здесь, если вы посмотрите, слева изображен полумесяц, а справа 3 точки. И вот, по всей видимости, эти 3 точки в туркменском языке есть такое созвездие, называется Üç-Yıldız, то есть 3 звезды. И вот если это подтвердится, специалисты по древней астрономии это подтвердят, то это будет первая на территории Туркменистана находка печати с изображением астрономических объектов, которая покажет, что и в то далекое время, 4000 лет назад, уже занимались астрономией. У нас есть другие намеки на то же самое, но это как бы очень важные находки. Ну, еще раз повторю, что понятно, что это не связано напрямую с музыкой, но если или с таким искусством, которое находит отражение, у нас много вещей, которые можно было бы, в частности, в живописи мы нашли очень интересный сосуд, который был деревянный, он был покрыт живописью, вот сейчас реставраторы его реставрируют. То есть это говорит, еще раз повторю, что о глубочайших корнях туркменской культуры, которая в том числе и отразилась, я думаю, и в творчестве Махтумкули. Спасибо. Благодарим за блестящий доклад. Нет, вы знаете, это очень напрямую относится к теме, потому что хочется сказать одно. Самый верный источник по нашему прошлому во всех народах – это эпос. И очень часто археология подтверждает не то, что даже говорили прокупленные или угождавшие каким-то шахам или баям историки, а подтверждали то, что говорилось народными сказителями. Ведь вот как у нас, когда исследовали мощь Ильи Муромца, то и оказалось, что у него одна нога была короче другой. И эту подробность сохранили сказители, а не кто-нибудь из людей, скрипевших гусиным перышком. Поэтому это очень важно, и спасибо, что вы сегодня с нами. Вот. Это как раз самая прямая связь с Махтумкули. Далее опять включение онлайн. Наиля Нигматовна Глазунова, старший научный сотрудник РИИ, профессор, кандидат в искусствоведение. Ее тема Махтумкули сквозь призму современности. Путь адаптации и интерпретации. Пожалуйста, Наиля Нигматовна. Наиля Нигматовна, включите, пожалуйста, звук на вашем устройстве. Все. Слышно? Пожалуйста, да, Наиля да. Нигматовна. Спасибо. Ну, прежде всего, я, конечно, хотела бы поприветствовать всех, кто присутствует в зале, и тех, кто присутствует онлайн в Туркменской национальной консерватории. Я очень рада видеть и слышать очень хорошие, очень содержательные доклады. Я буду краткой, поскольку время поджимает действительно нещадно. Мы и так, по-моему, выбились совершенно из регламента. Итак, я буду говорить о Махтумкули сквозь призму современности, о пути адаптации и интерпретации этого великого человека, творчества этого великого человека. В эпоху Махтумкули, как говорят Махтумкули веды, жило около 40 туркменских поэтов. Среди них есть и такие мастера слова, сыгравшие большую роль в формировании и развитии туркменской классической литературы, как отец поэта Давлет Мамед Азади, Андалип, Гайби, Магрупи, Шабенде, Шейдаи. И тем не менее, если мы говорим о литературе этого века,
и в целом о туркменской классической литературе всегда начинаем с Махтумкули. И не только туркменской литературе, но значительно шире. В 1989 году в Ашхабаде в издательстве «Туркменистан» увидела свет миниатюрная карманного размера книжечка. Вот я покажу ее. Из серии подарочных изданий. Она называлась «Махтумкули. Стихотворение». Выпущенная 100-тысячным тиражом, книжка мгновенно разошлась, став бесценным реликтом, потому что не было и нет в Туркменистане человека, для которого имя Махтумкули не звучало бы сердечным зовом, самой пронзительной нотой в душе, в своей душе. Подарочное издание включало в себя лучшие образцы творчества Махтумкули в переводе Арсения Тарковского. Предисловие к нему написал Чингиз Айтматов. 3 имени под одной маленькой обложечкой. 3 символа протянутого в вечность моста культуры, о чем лучше, чем сказал Чингиз Айтматов в своем предисловии, не скажешь. Цитирую. «Я говорю наш Махтумкули, потому что в этот период, имеется в виду эпоха Махтумкули, судьбе угодно было распорядиться так, что именно на туркменской земле возник и возродился в Средней Азии гений туркменской литературы, свет которого освещает нас, соседние братские народы. В этом смысле XVIII век в Туркестане – это век поэзии Махтумкули». Ныне имя Махтумкули звучит на многих языках и наречиях, и мысль его и голос многократно приумножились, многократно превзошли его прижизненную славу и известность. Однако при всем этом главное воздаяние сегодня обращено к туркменскому народу, носителю духа и славы Махтумкули. То, что слова Махтумкули достигли наших... О, спасибо, вас теперь видно. Продолжайте, пожалуйста. Спасибо. Но то, что слова Махтумкули достигли наших дней, подвиг туркменского народа. Махтумкули сохранялся в сердцах туркмен, на устах бахши, на больших и малых дорогах, на базарах и караван-сараях, в юртах и у чабанских костров. Со стихами на устах шли в бой и на плаху. И Махтумкули встречали рождение человека и оплакивали его кончину. Стихи Махтумкули превратились в вечный гимн любящих сердец. И сколько еще Лейли и Меджнунов осознают себя через слово Махтумкули. Слово Махтумкули вписали свой горький гнев, нескончаемую летопись борьбы за человека, за социальную справедливость и торжество истины и разума. Я не случайно такую большую цитату провела, потому что это резюме вот всего, о чем сегодня говорилось очень много. Махтумкули как поэт и философ значительно опередил свое время. Что привело к тому, что многие его произведения в последующие столетия подверглись осмыслению и адаптации другими поэтами, а также композиторами, художниками, кинодеятелями. Сегодня перед деятелями 21 века встает сложная задача: как сохранить оригинальный замысел и уникальный стиль Махтумкули, адаптируя его произведения к современным музыкальным и технологическим реалиям. Это вопрос, который требует не просто технической адаптации, но и глубокого понимания творческого метода поэта, а также творческого осмысления его идей в контексте новых художественных средств, инструментов и технологий.
Уже несколько веков произведения Махтумкули вдохновляют туркменских музыкантов. Пожалуй, каждый из них, будь то народный бахши или современный композитор, отдал дань восхищения великому мастеру. Поэтическому наследию Махтумкули Фраги отводится большое место в творчестве туркменских бахши. Особенно большую любовь завоевали сочинения назидательно-философского плана. Притом песни на слова Махтумкули Фраги занимают важное место в репертуаре не только профессиональных бахши, но и любителей, притом в самых различных регионах Туркменистана, и не только. Во время музыкально-этнографической экспедиции к ставропольским туркменам в 1984 году от местных бахши были записаны не только песни на тексты поэта, но и созданы ими дастан под названием Бахтумкулы, обращая внимание, что такого дастана на территории Туркменистана нет. В его основу легли главные события жизни поэта, через которые он предстает как истинный патриот своего народа и борец за его счастливое будущее. Как положено при исполнении дастана, прозаические фрагменты перемежаются с песнями на его тексты. Знают и исполняют песни на слова поэта и бахши астраханских туркмен. Кстати, в Астрахани установлен памятник Махтумкули, единственный в России. Любимой поэзией Махтумкули среди каркалпакских бахши и узбекских устолов. Многочисленные произведения на стихи поэта нашли выражение во всех жанрах и представляют, конечно, ярчайшую страницу в современном туркменском музыкальном искусстве. Каждый жанр композиторского творчества дает свое особое решение темы Махтумкули в музыке. Мир мыслей и чувств Фраги воплотили туркменские композиторы также и в области музыки. Композиторы Нуры Халмамедов, Реджеп Реджепов, Мирет Аннамурадов, написавшие музыку к фильмам Махтумкули, Фраги, разлученные со счастьем, также внесли свой достойный вклад в музыкальную копилку, подчеркнув связь поэта с судьбой народа. Творческое содружество двух выдающихся мастеров Алтык Орлиева и Нуры Халмамедова до сих пор остается классическим примером соавторства режиссера и композитора. Известно, что режиссер многие сцены кино создавал по готовой музыкальной партитуре. Музыка кинофильма Махтумкули играет настолько значительную роль, что во многом определяет основные драматургические функции фильма. Из средств массовой информации мне стало известно о новом кинопроекте Махтумкули к 300-летию великого туркменского поэта и философа. На презентации проекта заместитель председателя объединения «Туркменфильм» имени Огузхана и консультант проекта Сахыл Салых Байрамов рассказал о съемках этого фильма. Цитирую: «Снять художественный фильм о Махтумкули предложил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках своего указа о праздновании юбилея поэта в Узбекистане. В соответствии с этим указом агентство по кинематографии при Министерстве культуры Узбекистана начало работу и предложило объединению «Туркменфильм» реализовать проект совместно. За съемки взялся режиссер Музафар Эркинов, в главной роли снялся туркменский актер Ахмед Амандурдыев. В 1974 году композитор Вели Мухатов создает свою первую симфонию памяти Махтумкули. К работе над ней он приступил с особым волнением и чувством ответственности. Не случайно композитор обратился к поэзии и философии Махтумкули в период своей творческой зрелости, когда талант и мастерство достигли высшей точки. Симфония вошла в золотой фонд туркменского музыкального искусства и до сих пор остается самым репертуарным и исполняемым сочинением. Я вспомнила об этом произведении в связи с тем, что современные технологии
также предоставляют новые перспективы для пространственной оркестровки произведений. Например, это произведение и ряд других произведений могут быть использованы с использованием технологий объемного звука и пространственных эффектов, создающих полное погружение слушателя в музыкальное действие. Системы многоканального звука позволяют не просто воспроизводить музыку, а буквально окружить ею слушателя, создавая уникальные аудиовизуальные впечатления. Это открывает новые горизонты для интерпретации классической музыки, делая ее более актуальной и увлекательной для современного слушателя. Поэтическое наследие Махтумкули занимает большое место не только в туркменской музыкальной культуре, к нему обращаются музыканты и композиторы из разных стран, и об этом мы сегодня слушали в некоторых докладах. Много плодотворно, наряду с упоминаемыми Якимовским, Ботановым и Соловьевым, я назову имя Махтумкули много и плодотворно работает с текстами Махтумкули московский композитор Мамед Гусейнов, один из организаторов данной конференции, и ему большое спасибо за то, что он всегда держит руку у пульса и нас объединяет, собирает воедино в такие замечательные мероприятия. Таким образом, подытоживая свое сообщение, это не доклад, это сообщение, я могу сказать, что в 21 веке поэзия Махтумкули продолжает играть важную роль в современном искусстве. Она вызывает вдохновение, которое позволяет осмыслять и сохранять свою актуальность и открывать заново произведения поэта, которые остаются мощным источником вдохновения и возбуждают, продолжают традиции и вызывают новые чувства и ассоциации наших современников. Спасибо. Спасибо, Наиля Нигматовна. Вы упомянули Вели Мухатова, но тут можно только понадеяться, что будут происходить определенные процессы в мировой музыкальной культуре, благодаря которым Мухатов будет более объемно и интересно звучать, потому что был определенный перерыв в пропаганде его творчества. Но это действительно прекрасный композитор, и спасибо вам, что вы о нем вспомнили. Наталья Леонидовна Савенкова, пианистка, педагог, заведующая кафедрой специального фортепиано музыкального училища эстрадно-джазового искусства при Российской академии музыки имени Гнесина, организатор, председатель комитета Международного конкурсного фестиваля «Рояль в джазе». Тема ее доклада – взаимодействие классического и современного искусства. Наталья Леонидовна, приветствую вас от всего сердца. Спасибо, дорогие коллеги. Мне очень приятно выступать второй раз на этой конференции. В прошлом году мы тоже с вами виделись здесь. Тема взаимодействия классического и современного искусства очень обширна и включает в себя множество аспектов – исторические, философские, практические. Я остановлюсь именно на практической стороне вопроса, причем с точки зрения как практикующего педагога и как организатора исполнительского фортепианного конкурса с более чем 20-летней историей. Конкурса, особенностью которого является то самое взаимодействие классической и современной музыки. Ни для кого не секрет, что музыкальное творчество является отражением слышания окружающего мира. Именно это окружение определяет вектор развития музыкального творчества в целом. Если оглянуться назад и рассмотреть взаимодействие понятий классического и современного искусства музыкальной педагогики XX столетия, мы увидим, что большинство крупнейших исполнителей-педагогов отдавали дань изучению не только классического фортепианного репертуара, но и новейших сочинений композиторов-современников. Генрих Густавович Нейгаус, Мария Вениаминовна Юдина не только пропагандировали вновь написанные сочинения Карла Шимановского, Белла Бартока, Дмитрия Шостаковича и многих других, но и изучали данные сочинения со своим классом. Стоит вспомнить инициативу тогда еще студентов консерватории Святослава Рихтера и Анатолия Ведерникова, которые в 4 руки в кругу коллег-студентов исполняли вновь написанные
фортепианные приложения симфонических произведений, еще не звучавших в концертных залах. Также упомянем записи концерта Марии Вениаминовны Юдиной, воспитавшей слушательскую аудиторию исполнением современных отечественных композиторов. От Прокофьева, Шостаковича, Свиридова до малоизвестных совсем молодых тогда композиторов Каретникова, Волконского, Денисова и других. А сколько новых для нашего слушателя имен зарубежных композиторов от Шимановского до Шотхаузена она открыла на своих концертах. Интерес маститых музыкантов и профессоров для студентов вузов, музыкальных училищ и школ был примером для подражания. На все премьеры новых сочинений старались попасть. Позже переписывали от руки ноты, исполняли опусы самостоятельно. 21 век принес новые реалии. В большом количестве стали доступны ноты, записи, и в этом изобилии звучащего мира стало ясно, что некий пласт современной академической фортепианной музыки стал недовостребованным исполнителями и слушателями. Что же случилось в нашей отечественной музыкальной педагогике? Почему в музыкальных школах и училищах перестали звучать музыка наших с вами современников? Оговорюсь, я знакома с этой проблемой именно у пианистов. Может, в других специальностях ситуация обстоит не столь плачевно. В пресловутые времена застоя во всех учебных заведениях страны проводились исполнительские конкурсы на лучшее исполнение произведений советских композиторов. Все ученики в обязательном порядке участвовали в конкурсе, лучшие номера отбирались на концерты. Каждый год педагоги искали новые интересные произведения на этот конкурс. Для учеников это всегда было яркое событие, не только знакомство с новыми яркими сольными опусами современников, но часто и совместное музицирование с солистами, струнные, духовые, исполнение произведений в фортепианных дуэтах. В музыкальных училищах тоже проводились подобные конкурсы, и репертуар становился сложнее и серьезнее. От юморески баса Стената Родиона Щедрина до чеконы Софьи Гуйбадулиной, квартеты Юрия Буцко, фортепианных сонат Альфреда Шнитке и многие другие произведения исполнялись. И благодаря постоянному тесному соприкосновению с творчеством современников наше поколение владело этим музыкальным языком и понимало его, и принимало как часть того самого слышания окружающего мира, которое определяет музыкальное творчество. А что мы видим последние 20 лет? В училище приходят подростки, которых современная академическая музыка – иностранный язык, которые не понимают, не слышат современной гармонии, не умеют читать сложные ритмические рисунки. А все потому, что выросло новое поколение педагогов, которые сами не владеют этим языком. Если педагог не играет, не слушает, не любит современную академическую музыку, то он не может вложить понимание этого пласта музыкальной культуры в своего ученика. На протяжении последних 22 лет в музыкальном училище на Артынке проводится конкурс «Рояль-джазе», в котором с первого года существует номинация с таинственным названием «Параллельно с джазом». Как только не трактуют это название. А на самом деле это и есть та самая ниша, где исполнители могут показать себя как интерпретаторы современной академической музыки, которая создавалась в то время, что и джаз, но шла параллельно с ним, и тем не менее создавала то самое звучащее пространство и слышание окружающего мира. Одновременно с незнанием современной академической фортепианной музыки в музыкальных школах скрывается еще одна проблема. Какой современный репертуар может пользоваться спросом у педагогов и учеников ДМШ и ДШИ? В основном это развлекательная, приятная слуху, расслабляющая музыка, которую в последнее время называют неоклассикой, и фортепианные предложения популярных песен. В итоге получается, что остается недовостребованным огромный пласт профессиональной музыки для детей, которые писали наши композиторы Прокофьева, Шостаковича, Шнитке, Денисова и современников наших Леденева, Десятникова, Рябова и других. А почему? Потому что эта музыка требует усилий в ее изучении, освоения текста. Она требует воспитания слуха учеников на диссонансных гармониях, сложных ритмах, новых образах. Значительно комфортнее играть удобные фактуры, ласкающие слух гармонии, простые мелодические попевки в духе произведения Людовика Эйнауди. И что же это значит? Это значит, что мы не воспитали слушателей, которые придут на концерты современных композиторов. Это значит, что мы не научились бережно относиться к интеллектуальному достоянию в лице национальных композиторских школ. Какие же могут быть решения данной проблемы? Решение должно затрагивать все ступени музыкального образования на уровне формирования программ обучения. Если бы в учебных программах было прописано обязательное изучение произведений современных композиторов как России, так и других национальных школ, то выпускники ДМШ и ДШИ, знакомые с языком современной музыки, не только бы создавали пласт исполнителей, но и слушательскую аудиторию,
с удовольствием посещающий концерты современных академических композиторов. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Наталья Леонидовна, потому что это бездонная тема. Я думаю, что к этому можно добавить еще вот что. Вот эта вся музыка современная, академическая, она сейчас перерождается, и сейчас она закончит существование, перейдет в другое немножко качество. Она же по своей природе диалектична. Это конфликтность, это острые образы, это, сейчас эта молодежь говорит, это их триггерит, а их сейчас учат бежать от проблемы. Да. И они поэтому хотят вот эту всю, извините, ненаучное слово, вот эту байду в стиле Эйнауди, потому что она бесконфликтная. И хочется вспомнить слова Иоанна Крестителя: «По рождению Ехиднины, кто вас научил бежать от будущего гнева?» И для них, они как раз очень хорошо понимают современную музыку, но они боятся в нее идти, потому что им тогда придется копаться в себе. И их надо учить, кроме того, что вы говорите, их надо возвращать к себе. Вот так, как Махтум Кули говорил: «Я фраги, я разлученный со счастьем. Есть травмы, с которыми я буду жить всю жизнь. И, к сожалению, они определяют меня, и без них я перестану быть собой». Как только они это осознают, они с удовольствием повернутся лицом к тому же Юрию Марковичу, к Альфреду Гальцу и ко всем. Большое вам. И это делают замечательно Хоровике, и ваш прекрасный сын Петя Савенко замечательно пропагандирует современную музыку. Потому что нашелся Тевлин, который повернул молодежь лицом к ней. И дай бог, чтобы вы стали таким же человеком для пианистов. Благодарю вас. А у нас опять на связи Ашхабад Саян Жанна Владимировна. Да, нет, у нас очная выпускница Туркменской национальной консерватории. Материализовалась наша прекрасная докладчица из Туркменистана Жанна Владимировна Саян, преподаватель Ташкентской консерватории имени Майи Кулиевой, кафедра сольное пение. Ее тема очень благородная и прекрасная: творческий портрет оперной певицы, народной артистки СССР Майи Шахбердыевой. Слушаем вас внимательно. Да, спасибо, конечно. Благодарю только Ашхабадской консерватории. Я чуть-чуть вас поправлю, измените. Туркменской национальной консерватории. Да. То есть, Ашхабад. Нет, просто дело в том, что когда я стал говорить о композиторах, у меня что-то крутнулось, по-видимому, вот. Ничего страшного. Туркменская национальная консерватория. Мы там рядышком. Сегодня мы все собрались на международной научно-практической конференции, посвященной Махтум Кули, его роль в мировой культуре. И приветствую всех участников этой конференции. В этом году мы с большим масштабом чествуем 300-летие великого поэта, философа Востока Махтум Кули Фраги. В стране у нас проходят очень многие различные культурные акции, фестивали, концерты, конкурсы. Художники выставляют свои полотна, посвященные этому прекрасному, необыкновенно талантливому чтецу, поэту, философу Махтум Кули Фраги. И в рамках этого года, посвященного Махтум Кули Фраги, проходит 8-й Московский международный фестиваль искусств звуки Тутара имени не менее прекрасного, талантливого, чуткого композитора имени Нуры Холмамедова. Поэзия Махтум Кули для Нуры Холмамедова стала источником вдохновения. На его стихи были написаны им целые циклы для голоса в сопровождении фортепиано, и также отдельные романсы. Его музыка до сих пор жива и будет жить многие века, передаваться из уст в уста вокальным исполнителям, простому народу. Его музыка бесценна, является сокровищницей туркменского искусства и, конечно, является национальным достоянием. Его имя будет также звучать на многие века, так как его произведения очень гениальны. Нуры Холмамедов любил свое дело, жил этим, творил и нес свое творчество достойно. И мы восхищаемся по сей день его творениями. Также восхищалась им всегда великая оперная певица, народная артистка Туркменистана, народная артистка СССР в свое время, Соловей, как ее в народе прозвали за ее высочайшую, тончайшую вокальную технику, обладающую голосом ультраколоратурная сопрано Майя Шахбердыева. В народе ее называли Меденет Шахбердыева. Сегодня я немного хочу поговорить о ней, о моем прекрасном педагоге. Конечно, ее очень все знают и любят как и у нас в стране, так и за рубежом. Этот человек достойно нес свое творчество в массу людей, массу простого народа. Она имела большое признание и восхищение как у себя на родине, так и за рубежом.
Майя Шахбердиевна родилась в 1930 году в обычной туркменской семье в городе Киркели Бабского вилаята. В 7 лет ее постигла та же участь, как и многих детей того времени после военного периода. Они остались сиротами с своим братом, и их распределили в детский дом. В детском доме заметили одаренность этого ребенка к музыке. Она уже проявила тогда интерес. Педагоги направили девочку учиться в музыкальную школу, где она обучалась игре на скрипке. Прекрасный был результат, у нее всегда был абсолютный слух, очень музыкально, талантлива с детства. И она так полюбила музыку и пение, что не мыслила свою дальнейшую жизнь без этого творчества. После школы она твердо решила связать свою жизнь с музыкой и продолжила учиться в музыкальном училище на вокальном отделении. И с этого начался ее путь в оперно-камерное искусство. После музыкального училища Майя Шахбердиевна стала первой студенткой Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского на факультете сольного пения с 1950 года. Она обучалась в классе педагога, заслуженной артистки СССР в то время, Виктории Рождественской, которая несла школу Петербургской консерватории. Она очень любила своего педагога, и Виктория Рождественская очень любила Маечку, и я личное дело читала, где она высказывалась о своей ученице Майе. Она писала так, что это была моя самая любимая ученица, талантливейшая. Она закончила у нее с красным дипломом, дипломной работой в оперной партии. Она исполняла партию Розина из оперы «Свирский цирюльник» Россини. С того момента, с 1956 года, Майю Шахбердиевну приняли в Ашхабадский театр оперы и балета имени Махтумкули. У нас был прекрасный театр, где тоже очень много звучало опер, был большой репертуар. И Майя Шахбердиевна, конечно, исполняла там очень большой репертуар различных опер. Такие оперы, как европейских композиторов «Сибирский цирюльник», партия Розины Россини, Верди, опера Травиата, Виолетту исполняла, также Верди, опера Риголетто, Джильду исполняла, Лакме де Либо исполняла, русских опер очень много исполняла, таких как «Снегурочка», партию «Снегурочки» Римского-Корсакова, партию Марфы из оперы «Царская невеста», тоже Римского-Корсакова и так далее. Ну и, конечно, в ее репертуаре были и туркменские наши известнейшие оперы красивых, прекрасных, талантливых композиторов: Шапошников, Авезов, Айна, Кемине Казы, Шапошников, Мухатов, Шесене Магарип, Авезов и Шапошников, Вели Мухатов, «Конец кровавого водораздела», партия Айлар, Агаджиков, «Тревожная ночь», партия Акнабат и многие-многие другие партии исполняла. На протяжении всей своей творческой карьеры она продолжала совершенствоваться как певица. Она ездила к прекрасному вокальному педагогу в Киев, такому вокальному педагогу Донец Тесейр, обучалась у нее, принимала ее технику, и мы до сих пор работаем по методике Донец Тесейр, подход, готовя голосовой аппарат к пению, ее распевки. Я работаю также с учениками, продолжая нести эту школу, колоратурная сопрано. Благодарю, конечно, за все своего педагога Майю Шахбердиевну. Также она очень много выступала за рубежом дальним: ГДР, Франция, Канада, Польша, Швеция, Индия и так далее. Ближнее зарубежье. В России очень много было у нее концертов в то время. В России она являлась членом жюри конкурса вокалистов имени Глинки. Преподавала она в Ашхабадском институте, педагогическом институте искусств 1975 года на вокальной кафедре. После переименовали в нашу государственную консерваторию, и она также продолжала учить своих студентов на факультете сольное пение. Вела класс вокала, у нее было очень много учеников и талантливых. Она выпустила за эти все годы очень много учеников, которые тоже работают так же, как и в Туркмении у нас, также и за рубежом. Она была высочайшим в культуре человек, тонкий, грамотный в своем деле, патриот Родины. Она являлась депутатом Верховного Совета в свое время, имела награды: Орден Трудового Красного Знамени, Орден Дружбы Народов, Орден Знака Почета, Орден Алтай-Насыр 3-й степени, Народная артистка СССР, Народная артистка Туркменской ССР.
С 70-х годов она часто выступала в государственных концертах в колонном зале Дома Союза в Москве от Туркменистана. Конечно, по характеру она была очень доброй, жизнерадостной, отзывчивой, всегда старалась всем помочь, кому нужна была помощь, очень любила своих учеников и полностью отдавала себя на уроках с ними. Прививала ученикам любовь к своему делу, к искусству, к культуре, несла культуру звука. Она очень любила людей, исполнять перед ними, была народной любимицей. И в этом году на 8-м Московском международном фестивале искусств звуки Дутара имени Нуры Холмамедова оргкомитет учредил несколько специальных призов в честь выдающихся туркменских певиц Майи Шахбердиевой и Майи Кулиевой в номинации «Вокальное искусство». Приз имени Меденет Шахбердиевой за лучшее исполнение вокальных сочинений Нуры Холмамедова учрежден в честь знаменитой туркменской выдающейся оперной певицы Майи Шахбердиевой, с которой композитор плодотворно работал и который первый посвятил свои очень множество вокальных произведений. Дружба и творчество их объединяли все годы творческой работы. И я очень горда и рада, что ее имя звучало и звучит по сей день. Этот приз еще больше сподвигнет молодых вокалистов работать над собой, много трудиться, постигать, совершенствоваться в своем творчестве, учиться как следует и принимать участие в таком престижном, нужном конкурсе имени Нуры Холмамедова, чтобы получать эти премии. Также учреждена премия выдающейся оперной певицы, народной артистки СССР, народной артистки Туркменистана Майи Кулиевой, в честь которой названа Туркменская национальная консерватория в Ашхабаде. Премия за лучшее исполнение камерного произведения основана на этнокультурных традициях. Я желаю молодым исполнителям, юным дарованиям, всем участникам всего самого наилучшего в творчестве, успехов, процветания, совершенствоваться в своем исполнительстве и идти смело к своей цели. Благодарю всех за внимание. Мы благодарим вас и желаем скорейшего восстановления оперной культуры Туркменистана и благоденствия и процветания вокальной школы сценического искусства. Пусть все будет как раньше и лучше, чем раньше. Спасибо. Удачи Благодарю вам. всех. Лаура Игоревна Водяницкая, певица, доцент кафедры эстрадно-джазового пения Академии имени Маймонида, стипендиат правительства Российской Федерации. Тема «Музыка третьего направления. Синтез академической музыки и джазового искусства». Очень интересная тема. Да, здравствуйте, коллеги. Да, я постараюсь тоже быстро. Музыка третьего течения, правильно, не направление течения, да. Коллеги дорогие, я благодарю, в частности, Федор Иванович, вас за то, что вы абсолютно верно заметили, что время синтеза уже в прошлом веке говорили, этот термин «музыка третьего течения», он, собственно, и появился в 20 веке. Если быть точным, то в 1957 году авторство термина, конечно же, принадлежит известному музыковеду и композитору Гюнтеру Шулеру, который как раз-таки на своей лекции и озвучил этот новый на тот момент термин. Он уже сейчас не новый, но актуальность исследования этой темы, знаете, коллеги, можно я простым языком? Я ничего читать не буду, расскажу, потому как это моя диссертация. Да, и даже, может быть, вокально покажу, если вы позволите немножечко. Чем больше практик, тем лучше. Да, да. Коллеги, я как раз сейчас нахожусь в Кузбасской академии джаза Игоря Бутмана. И студентам сегодня рассказывала о нашей конференции грядущей, немножечко показывала там буклет и так далее. И мы обсуждали как раз-таки синтез. Синтез сложился в прошлом веке. Что третье течение? Первое течение, как известно, это академическая музыка, второе течение – это джаз, а третье течение – это синтез. И он, конечно же, имеет место быть. И особенно сейчас, как правильно заметил, повторюсь, коллега Федор Иванович, замечательные слова, что действительно все синтезироваться будет. Особенно академическая музыка с народной музыкой. А джаз – это действительно народная музыка определенного народа. Да, это, по сути дела, так и есть. Но в музыкальном культурном фонде существовало раньше понятие, что синтез невозможен. Невозможен, потому что в джазе другие ритмы, там другие акценты, и да, какая-то нюансировка совсем не та, и стилистика не та. Но на самом деле
синтезировали вначале эпоху барокко и джаз. То есть мы сейчас студентам даже даем, я вот прям пропагандирую инструментальное пение. То есть смотрим на голос как на инструмент, если говорить про вокальное искусство. Это без знания теории музыки, сольфеджио, конечно, невозможно. Без знания базы академической, безусловно, невозможно. И, соответственно, чтобы это все собрать и показать в результате, например, на техническом зачете, мы даем инвенцию, ту же ре минорную инвенцию Иоганна Себастьяна Баха спеть инструментальным звуком, не джазовым, не в свинге, хотя некоторые иногда поют в свинге произведения того же Иоганна Себастьяна Баха и играют. Есть такие музыканты, которые вообще делом своей жизни сделали интерпретации произведений Баха. Ну, не только Баха, тут, если взять того же Оливера Нельсона, да, который написал по-своему, интерпретировал Сергея Прокофьева «Петя и волк», вот его такая сказочная классическая сюита, она прозвучала немножко в джазовой интерпретации. Его там, понятно, что критики критиковали, как обычно, критики всегда критикуют, кто-то был последователем, но и из Оливера Нельсона видение, и Жак Лусье, который интерпретировал постоянно, да, произведения Баха, пианист, который тонко чувствовал и академическую версию, академический оригинал, вернее, и способен был джазовую версию сделать грамотно и качественно. То есть все это было и имеет. Очень много приготовила, но хочу как-то кратко донести то, что наверняка уже все знают, и немножечко национальной музыки коснуться, видя, да, туркменскую музыкальную прекрасную историю, и я послушала многих. Я специально вышла, несмотря на то, что в Новокузнецке время +4, но вышла пораньше, чтобы всех послушать. И если про синтез говорить, то, пожалуй, аутентичность начала нашего века заключалась и в 20 веке, естественно, в синтезе народного исполнения, если говорить про струны, которые были, да, созданы из настоящих жил, да, натуральных. То есть народная культура, она все равно переплеталась. Вот, и аутентический джаз, он тоже создавался, фолк-джаз тоже создавался. Я знаю, что Аслан Готов есть такой пианист, сейчас живет в Канаде, он адыгеец, он адыгейский джаз создавал, он писал адыгский джаз. В Уфе есть бенд, знаменитый уфимский бенд, который тоже на башкирском языке играет вокалистам, которые исполняют джазовые произведения на башкирском. Есть и такой момент. Поэтому я хочу особо отметить стиль cool jazz, то есть такой прохладный, да, холодный из современного, да, джазового направления еще в 20 веке. Представители Дэйв Брубек, Билл Эванс, они, конечно же, более чем все в середине 20 века произведения Баха интерпретировали. И соответственно, почему cool jazz? Вот у меня такой вопрос к коллегам. Почему именно прохладный джаз, более чем другие стили, джазовых очень много, смог интерпретировать произведения эпохи барокко? Вот как вы думаете, почему так синтезировалось? Именно так. Хорошо ложилось на тембровую драматургию этого направления. Особенно это связано со всякими хоровыми делами, потому что те же самые свинглы, они как раз работали в этой манере, Royal Singers. И, кстати, наши тоже, вот гнесинцы, Колин Джейзи. Вот да, да. Потому что, например, опять же, мы можем говорить в дискуссии, раз такая живая история. Смотрите, как интересно. Вы вообще-то говорите про кроссовер. Мне больше нравится этот термин. Даже третье течение, это очень забавно, что вы не в смысле... оригинально, что вы применили этот термин как синоним кроссовера, потому что я не зря сказал третье направление. У нас этот термин в музыковедении гутоперчивый. Потому что, например, вы сами помните, что такое третье направление. Ну, это, допустим, Таривердиев применял к себе. И у нас считалось, что это композиторский термин, что это синтез как бы возвышенного и низменного, но у нас он никогда не применялся к исполнительству. У нас говорят кроссовер, а я могу вспомнить, например, концерты Роберто Алани в Марокко, где он вдруг сел и стал делать джазуху из собственного репертуара, причем с арабскими музыкантами. Но вот я думаю так, что джаз,
он как спутники вокруг академической музыки вращается, как спутники вращаются вокруг Земли. Вот, например, в 20 веке в начале sweet джаз был рядом с академической музыкой и очень долго, потому что откуда взялись вот эти все слащавые неоклассики типа Ронда Венециана. Это sweet джаз перемешанный, ну такой выхолощенный и перемешанный с академической музыкой, с барочной музыкой. А потом свинглы показали, что вообще cool джаз это очень хорошо мешается с барокко. И более того, приемы кул-джаза, они очень похожи на аутентичное исполнительство. Там где-то 2/3 приемов будут одинаковыми. Вот так я думаю. Ну, извините за развернутый ответ. Вот Вы все правильно, все верно. Спасибо огромное. И немножко добавлю, как исполнитель, потому как у меня и академическое образование, и джазовое. Cool в переводе как прохладный. Это без каких-то громких звуков, без огромных эмоций, без форсирования. И да? главное, без вибрато активного, что и Да, совпадает. совершенно точно, совершенно точно. Да, да. Поэтому это и было близко к академической музыке, ближе, чем другие разновидности джаза. Потому как более сдержанно, более культурно, так скажем, в саунд-культуре это было все-таки ближе и больше в кул-джазе. Ну, Дайана Кролл, представитель кул-джаза, пианистка и вокалистка. То есть там все, там есть музыка, там есть музыканты, там есть знание нот, естественно, потому что у нас многие себя считают музыкантами, и люди, которые совершенно не знают, да, как бы ничего. Надо просто начать с того, что для всего надо быть компетентным, поэтому здесь Да. это говорите. Да. И вы знаете, да, и самое главное, обязательно, я считаю, что джазовый музыкант должен иметь академическое образование. Я в этом убеждена. Академическое образование, да, обязательно. Даже пианиста слышно, когда у него есть база академическая, которая играет джаз. Джон играет Рахманинова, Пуль Мария Да. защищался вторым концертом. Да. Этого невозможно, вы правы. Ну, и Сергей Васильевич Рахманинов, и ранние произведения Шостаковича тоже были проникнуты джазовой эстетикой. Шостакович просто он это знал, и он как Да. в немом кино работал, он это все делал, безусловно. Но здесь можно говорить бесконечно. Вы знаете, я думаю, что нам сейчас нас просто вырубят нам свет. Я думаю, надо делать какую-то отдельную встречу, может быть, в рамках следующего фестиваля вы посетите нас, и мы сделаем... С удовольствием, с удовольствием. Вот я вам и спою ре минорную инвенцию в джазе. Ну, а что мы, может быть, включим вас в концертную программу, нам надо дружить с Маймонидом, приведете учеников на конкурс. Давайте, и с Кузбассом можно, с Академией джаза, с радостью. Вот, ну, обращайтесь в оргкомитет, и большой Спасибо. привет Кузбассу, спасибо вам большое. Спасибо за честь, вашу я с радостью инициативу. послушала. Хорошего Спасибо. вам сегодня творческого дня, а мы приглашаем Аминат Гимбатовну Магомедову для заключительного доклада. Она доцент кафедры народного населения экономического факультета МГУ, эксперт открытого правительства России, эксперт парламентского клуба и много-много регалий. И тема этой чудесного человека – культура восприятия самобытности народов через поэзию. Прошу вас, Аминат Гимбатовна. Дорогая спасибо за приглашение. Маме Семеновичу огромное спасибо за всю такую непомнимую, огромную, важную деятельность, которой занимаетесь. Времени творческой профессиональные аналитики, мне не очень просто поступать, и после такой, вы знаете, как эрудиции музыкальной, там, ведущего и так далее, я робею, перед которой я робею. Значит, я бы хотела немножко рассказать про... Да. Возможно, покажется, что я совершенно посторонний человек, который затесался в вашу профессиональную как бы, тусовку. Если не считать, что я заканчивала детскую музыкальную школу, и мои дети все тоже в Москве, слава богу, заканчивали музыкальную школу, участвуют в «Маме Семенович» конкурсе. Я очень горжусь тем, что они лауреаты международного вашего конкурса. Сегодня я хотела рассказать про то, как важна культура, музыка, литература, искусство, танцы, если хотите, да, для мира, согласия в современном обществе. Получается у вас? О, отлично. Так, листать. Вот, все могу листать, да? Ага. Отлично, спасибо.
Так, вот этой штукой, да? Значит, ну, каковы реалии современные, да? Мы будем говорить про Россию. Согласно Конституции России, многонациональное государство, по разным источникам разное количество национальностей проживает в России. Ну, в среднем плюс-минус 180 народов, и каждый из народов отличается своим языком, укладом жизни, обычаями, традициями. По данным последней переписи, 11,3% только не указали национальную принадлежность, и мы видим, что по сравнению с данными предыдущей переписи это число почти утроилось. Да? Это, возможно, какие-то там процессы глобализации, возможно, рост там, доли межнациональных браков и так далее, на это может сказаться. Но реалии таковы. И здесь численность этносов России с численностью более 100 тысяч человек. Да, мы видим, там, понятно, русские на первом месте, дальше татары и так далее. И среди этих народов есть этносов, есть люди из ближнего зарубежья. Но вот туркмен я здесь не вижу, видимо, их меньше 100 тысяч. Но вот таджики и так далее есть. И в современном очень сложном мире как нам сосуществовать? Скажите, пожалуйста, когда полиэтничность становится очень удобной картой в руках наших врагов, ну давайте немножко про политику, когда мы наблюдаем рост конфликтов в этнической почве и снижение толерантности налицо, да, в российском обществе, как нам сосуществовать? Мы последние 4 года занимаемся проектами, связанными с международным. Я руковожу кейсом международного конкурса проектов прикладных исследований, значит, поведение и здоровье. Мы исследовали поведение и здоровье подростков в разных регионах России, в разных странах, среди которых Чехия, Франция, Нигерия, Уганда, Индия. И один из аспектов, мы рассматриваем многие аспекты, практически все, что связано с поведением человека, имеет отношение непосредственно к здоровью. И одно из них, вот это вот межнациональные отношения, культура, общая культура, начитанность и так далее, музыка. У нас даже дети делают, Татьяна Михайловна знает, проекты специальные, посвященные музыке, влиянию музыки на здоровье человека. Вот посмотрите, пожалуйста, как различается отношение к чужой культуре, к творчеству народов, с которыми мы сосуществуем в разных регионах. Вот я сейчас буду вам показывать про Москву и Краснодар. Посмотрите, пожалуйста. Вот музыку своего народа слушает 13,7% в Москве и 6,8% в Краснодаре. И посмотрите, в смысле не слушает. Посмотрите, москвичи ни свои не слушают, ни чужую не слушают. Смотрите. Вот как все плачевно, как все различается. Сразу скажу, здесь нет этих слайдов, но краснодарские подростки отличаются по самооценке гораздо более лучшими показателями здоровья по сравнению с Москвой. Понятно, что на это влияют многие другие факторы, стрессовость, там, природно-климатические условия и так далее, но вот этот фактор, он в том числе, наш анализ показал, что он влияет. Дальше, давайте посмотрим, проводятся ли у вас межнациональные праздники, фестивали, выставки, ярмарки. Смотрите, да, я часто в них принимаю участие, сколько раз? Больше, чем, сколько там раз, 7-8 раз превышает доля тех, кто принимает участие в Краснодаре по сравнению с Москвой. И вообще не слышали 42% в Москве, и только 11% в Краснодаре. Дальше. Знакомы ли вы с музыкой, танцами и литературой ваших одноклассников, которые являются представителями других народов? Смотрите, нет, мне это не интересно, говорит 31,6% москвичей. И почти в 3 раза меньше тех, кому не интересно, в Краснодаре. И да, я активно этим интересуюсь, говорит 63,5% в Краснодаре и почти там, не знаю, в 2 раза меньше в Москве. Так, не листается. Так, в другую сторону. Ага, вот так вот. Значит, совсем недавно, буквально недавно, мы были приглашены на мероприятие, посвященное юбилею Центра изучения таджикского языка в лингвистическом университете, юбилей этого университета в том числе. И была совершенно потрясающая постановка по Фирдауси. И я вот немножко зачитаю стихи, да, вот, и это то, что было на сцене, то, что я фотографировала. Послушайте, пожалуйста, как это созвучно современным проблемам современной нашей жизни и событиям. «О, сын мой, ты мертв, а твоя ли вина?
Проклятая, страшная эта война, но живы владыки, что в пропасть войны толкнули вас юные наши сыны. Зачем? Почему? Для чего? Твой сын не один сегодня даст повод слезам матерей. Слышишь? Гул, грохот, по воле царей. Два войска навстречу друг другу идут. О, скольких напрасно их матери ждут. Сухраб перед смертью наказывал мне конец положить этой страшной войне. Пойду расскажу затевающим бой. Как был поражен я, Рустам, сам собой. Эй, люди, услышьте меня. Сам Рустам сегодня взывает в отчаянии к вам. Я вас заклинаю ужасной судьбой, что выпало мне не развязывать бой, люди. Это у нас Фирдауси. А теперь Расул Гамзатов про свой народ пишет. Умеешь ты печаль сурова встречать без слез, без суеты и без веселья показного. Умеешь радоваться ты, и не твои ли напевы схожи с полетом медленным орла, а пляски с всадником, чья лошадь летит, забыв про удила, характер гордый твой не стерся, и в речи образ не живет, и так далее. В теснине горной, где повита туманом кряжестая цепь, душа твоя всегда открыта, живет с соседями не ссорясь, ты сняв свой дедовский кинжал и так далее. Мы видим, вот как различается поэзия, как различается дух народа, который передается этой поэзией. И ну что писал? Просто и понятно, да? Чтобы в мире было вдоволь хлеба, чтобы жили все и в дружбе, и в тепле, всем людям хватит места на земле, как волнам моря и как звездам неба. Мне все народы нравятся, и трижды будет проклят тот, кто вздумает, кто попытается чернить какой-нибудь народ. И давайте, если можно, закончить Махтум Кули. Когда блеснул твой лунный лик, я обезумел, и сгорая, душой трепещущей постиг невнятные напевы рая. Приди, душе покой верни, моих соперников казни. Побудь со мной в ночной тени, в моей степи весной играя. Я жду, а в сердце вешний страх. Я жду, как дикий тур в горах. Поешь, и соловьи в садах запеть не смеют, замирая. Фрагит, раб крутых бровей и глаз возлюбленной твоей. Луна встает из-за ветвей для жертвы жребия выбирая. Но к чему? Если мы... общий вывод каков? Да? Чем больше мы будем нести в массы, особенно начиная с детских лет, культуру, литературу, искусство свое и других народов, тем меньше мы будем подвержены, тем меньше мы будем уязвимы. Надо, знаете, вот я подумала, господи, таджики, я думала, они мусульмане, но они совершенно другие. И это видно в поэзии, какие они какие-то душевные, какие там переживающие, глубокие, совершенно другой народ кавказский. И это все видно в литературе. В чем основная идея? Да? Культура восприятия самобытности заключается в позитивном отношении к разным народам через поэзию и другие проявления культуры. И самая правильная стратегия взаимоотношений правильных в полиэтничном обществе – это стратегия, которая приведет к межнациональному согласию, миру и стабильности. Это стратегия восприятия инаковости через поэзию, через литературу, через музыку, через культуру этого народа. Вот я, собственно, про это хотела. Спасибо. Это очень мудрые слова. Человек никогда не воспримет чужого, если не воспримет свое. Бытовой национализм, вся эта мерзость возникает у людей, которые не знают культуру своего народа. Мы это знаем. И я бы хотел прочитать в тему небольшое стихотворение Юрия Кузнецова об этом всечеловеческой отзывчивости, почему мы, русские, здесь сегодня с Махтум Кули. Для того, кто по-прежнему молод, я с утра напою лошадей. Мы поедем во Францию, город, на руины великих идей. Нам чужая душа не потемки и не блески Елисейских полей. Нам едино, что скажут потомки золотых потускневших людей. Только русская память легка мне и полна, как водой решето. Но чужие священные камни, кроме нас, не оплачет никто. С юбилеем Махтум Кули Туркменистан, с юбилеем Махтум Кули Россия. Большое спасибо всем докладчикам и слушателям. И заключительное слово представляется нашему вдохновителю Мамеду Сулеймановичу Гусейнову. Спасибо большое всем, кто сегодня выступил, кто сегодня слушал нас.
Действительно, очень интересные доклады, актуальные, своевременные, и мы немножко так даже по времени, да, не успели. Сейчас уже на час больше, чем мы рассчитывали. Ну, я думаю, что это все равно принесет свои плоды и пользу. И встретимся теперь на гала-концерте, который пройдет 3 ноября в Российской академии художеств. Всех жду, всем будем рады. Дневной концерт, начало в 2 часа. Вход будет свободный, так что приходите, наслаждайтесь музыкой, поэзией. Спасибо большое.